Электроэнергетика Абхазии пребывает в глубоком кризисе. Так можно коротко характеризовать ее нынешнее состояние. Ситуация с каждым годом только усугубляется. Все принимаемые меры недостаточны, чтобы остановить сползание по наклонной. Надеюсь, сегодня мы услышим решение этих проблем, как это можно решить кардинальным образом, изменить положение. Здравствуйте. Сейчас представлю участников нашего прямого эфира в студии. Начнем вот рядом. Вице-премьер, министр экономики Кристина Азган, министр внутренних дел Вальтер Будба, заместитель генерального директора Черноморэнерго Зураб Багапш, председатель общественной организации Айтгалара Канкварча, председатель общественной организации Абхазское народное движение Атгур Ардзенпа, депутат парламента Гарри Какая. Добрый вечер всем. Сегодня у нас такая тема, скажем так, всем интересна. У всех участников будет возможность высказаться по каждому вопросу. Мы особо, в общем-то, вас всех пригласили, чтобы выслушать. Но одновременно, естественно, не будем говорить, проявим своим уважением. Тематика нашего эфира связана с производством, со сложным технологическим циклом. Поэтому не стоит нам ее слишком политизировать. Она работает по своим законам, экономики и прочее. Это точно не поднимет напряжение у вас в сети, но поднимет такое и так напряжение в обществе. Не будем увеличивать напряжение в обществе. Но начнем, как обычно, по этой тематике мы всегда спрашиваем у Черноморэнерго о данной ситуации, как она складывается, и, может быть, что привело уже к такой вот тяжелой ситуации. Зураб Сергеевич. Добрый вечер. Действительно, ситуация сложная, вы совершенно правы. К сожалению, комплекс проблем, который копился годами в энергетике, он рано или поздно должен был вылиться в то, чему мы все являемся свидетелями. Энергетика – вещь ресурсная, вещь, которая потребляет большое количество ресурсов, сил, средств, техники. Но последние годы, вдобавок ко всем привычным нам проблемам, которые в республике в энергетике сложились в послевоенное время, добавилось еще и возросшее энергопотребление, которое без того обескровленные сети и оборудование 1957 года, 1967 года нагружает еще больше. Все уже у нас в республике знают и название линии Ачуара, все знают название линии Шишелеты, когда они включаются, когда они выключаются, мы все живем в одной стране и все это на себе чувствуем. К сожалению, те сложности, которые возникли в последние годы, расцвели бурным цветом в начале этого года. Мы все помним, что майнинг, который явился одной из главных проблем для нашей энергетики, перегрузил настолько, что экстренные меры принимались на всех уровнях, всеми, включая руководство страны, включая министерств и ведомств, для того, чтобы наладить, скажем так, работу в этой сфере, для того, чтобы ее зарегламентировать. Потому что бесконтрольное подключение к сетям у нас было и послевоенные годы, все к этому относились немного спустя рукава, потому что электроэнергии было у нас в избытке, но в связи с тем, что появились новые энергоемкие, скажем так, потребности в виде майнинга, в виде иных вещей, электроэнергии стало меньше, в связи с чем и возник у нас достаточно большой дефицит электроэнергии, который с каждым годом растет. А можно я вас спрошу коротко? До майнинга тоже у вас был график отключения многие годы? Совершенно верно. График отключений был. Была ситуация с перетоком. Как вы знаете, в послевоенное время довольно-таки часто, учитывая избыток электроэнергии, который был в Абхазии, Абхазия поставляла эту электроэнергию в Российскую Федерацию в обмен на трансформаторы, трансформаторное масло, оборудование и провода. Зимой же, когда ситуация была обратная, когда был избыток мощностей в Российской Федерации, Абхазия забирала дополнительные мощности из России для того, чтобы обеспечить
населения электроэнергии в То случае есть аварии. нам это даже было выгодно. Вы знаете, в какие-то времена да, потому что когда был избыток электроэнергии, это было выгодно. Сегодня ситуация сложилась несколько иная, сегодня ситуация более сложная. Сегодня надо. мы должны получать электроэнергию извне, потому что той, которая приходится на нашу долю со стороны Ингури-ГЭС, порой не хватает. Ну, такой замкнутый круг, вот эта высокая нагрузка, как мы видим, приводит к большим поломкам, незапланированным, я так понимаю. Ну, вы И знаете, это обходится, наверное, тоже недешево. это обходится дорого. Это помимо того, что, скажем так, дорого в связи с тем, что исключение, отключение, аварии, потом при ныне существующих графиках у значительной части населения абсолютно правильный вопрос возникает, в связи с чем, если есть график, после того, как свет дали, Да. вдруг идет отключение электроэнергии. Чаще всего это происходит из-за аварий. Сегодня вечером, допустим, произошла авария на новом районе, в одном из домов сгорел щит, потому что он просто перегрелся и загорелся, и кабельное хозяйство на одной Вчера, из я подстанций. извиняюсь, то же самое Да. было, по-моему, включали. Вот эти. Совершенно верно. К сожалению, проблема состоит в том, что когда происходит аварийная ситуация, и потом дается нагрузка и включается оборудование, наше же оборудование несет колоссальные потери и убытки. В связи с чем? Оборудование старое, ресурс его мощности давно израсходован. Ну, вот в этом году, допустим, недавно была очередная поломка на линии Ачквара, когда из-за нагрузки линия провисла настолько, что произошло касание, произошел обрыв, это как бы освещалось телевидением, прессой. Учитывая, что линии 65 лет, как бы требовать чего-то от этого провода сложно, скажем так. Те нагрузки, которые в нем были заложены, сегодня он физически не может. Порой, когда его берешь в руки, он дефрагментируется. В связи с тем, И что, проводимость, естественно, там Безусловно. в процентах это сколько он может проводить от 100? Ну, вы знаете как, если учитывать номинальную мощность, то данная линия, которая должна пропускать через себя 220 тысяч киловольт, пропускает намного больше. Вот, все-таки запас советских времен он есть, но все равно обрывы Из-за слишком старения часто. же там снижается. Безусловно, конечно. И наверняка у нас все подключено критически, то есть по максимуму. Я могу вам так сказать, что наши энергетики в восхищении от многих образцов советского трансформаторстроения, если так можно сказать, потому что они порой загружены не на 100%, а на 110%, порой на 115 и 120. То есть такой запас Наши мощности. люди тоже в восхищении. Ну, что делать, скажем так, беда у нас общая, мы все сидим без света. В Только- восторге, не в восторге. Ну, кстати, надо сказать много доброго к их работе в том плане, что в любую погоду, каждый день они работают. И выполняют вопросом к работе коллектив энергетиков, конечно, свою нет. работу. Наоборот, Вот мы должны им им говорить всё равно спасибо. Они благодарность большая. Да, понятно, сложности. Никого не устраивает такая подача электроэнергии, которая у нас существует. Но мы понимаем, что мы завтра, послезавтра даже, это так быстро, как говорят в России, по мановению волшебной палочки, не решится этот вопрос. Это вот потом мы спросим. Каждый может свое мнение сказать по тому, по Короткий каким комментарий причинам. можно к тому, что сказал? Короткие. Очень можно, короткий. Конечно, кто первый? Вы? Здесь Артур. было сказано о том, что майнинг появился. Он появился действительно в мире, это новый вид бизнеса. Но в Абхазии он интенсивно появился с подачи действующей власти, команды в 2020 году. Вот у меня график потребления по годам, Зураб Сергеевич. А график отключения тоже вот Да, есть вот по смотрите. годам, я читал. Значит, Они если мало взять отличаются. динамику, Галь Александрович, давайте мы не будем друга перебивать. Не, я не перебиваю Значит, параллельно. 2015-2019 год у нас амплитуда потребления находится в районе 1 миллиарда 900 миллионов киловатт-часов. Учитывая, что майнинг как бизнес появился примерно в 2015 году, в 2016 годы он начал попадать в Абхазию. У нас даже были попытки какие-то зарегулировать эту историю. Но именно в 2020 году, вот здесь хорошо видно, потребление электроэнергии в Абхазии возросло больше, чем на 500 миллионов киловатт-часов. И поэтому, когда мы говорим, что это давняя проблема, да, в энергетике проблема, она сложилась не сегодня, это хозяйство, оно действительно в кризисном состоянии находится, но кризис, который контролируемый кризис. Как только действующий глава государства, будучи еще в оппозиции, и я помню, когда закон об электроэнергетике принимали, он говорил, что энергетика – это не стратегическая отрасль, вот кукурузная мука – это стратегическая, я дословно, это не шутки ради, дословно передаю.
Вот кукурузная мука – это стратегическая, значит, у нашего вот ресурс во время войны, если бы не было бы кукурузной муки. То есть вот такое отношение к энергетике было со стороны главы государства. Потом выборный период, мы доподлинно знаем, что раздавались налево-направо обещания о том, что значит, будет этот вид легализован. Люди, конечно, интенсивно стали завозить оборудование. И это и видно по таможенной статистике 2020 года, где пошел бум. Ну, что и выражается в потреблении. У меня в связи с этим вопрос, Зураб Сергеевич. Вот в этом году, в 2021 году, какой вы прогнозируете объем потребления по завершению года? Я отвечу на этот вопрос. Вы действительно правы. Если позволите, я тоже Да-да. небольшую ремарку. Значит, вы абсолютно правы. В Абхазии майнинг появился примерно в 2016 году. Первые, кто его сюда привезли, были сербы, как это неудивительно. Вот. Но учитывая стоимость тогдашнего биткоина и криптовалют, этот бизнес представлялся действительно перспективным, но он не имел такого ажиотажного спроса, который появился в 2020 году. Вы, безусловно, правы. Вопрос состоит в том, что если к лету 2020 года один биткоин стоил в районе 3-3,5 тысяч долларов, то к концу года его цена взлетела, если не ошибаюсь, до 40 тысяч долларов. Зураб Сергеевич, в 2017 году тоже был рост. Я знаю, стоимости, волатильность у него поэтому очень большая, но, скажем так, очень большое количество людей в Абхазии, кто-то в качестве эксперимента ставил машинки для майнинга и начинали на этом зарабатывать. После того, когда, скажем так, весть разнеслась о том, что этот бизнес представляет из себя Да, интересную модель, учитывая, что у нас в Абхазии А вроде здесь как... получили полную поддержку со стороны Получается, руководства и стали, значит, этим бизнесом Но заниматься. учитывая, что майнинг как бизнес, вы действительно правы, пытались его зарегулировать, если я не ошибаюсь, в 2019 году ввели первые ограничения. В 2018 году мы ввели запрет. Да, то если посмотреть на статистику 2019 года по электроэнергетике, она растет тоже. Вот, Ну, соответственно, незначительно. Незначительно, но и цена майнинга была совершенно... В пределах 70 миллионов киловатт-часов Да. рост. Резкий скачок произошел... 70 миллионов киловатт-часов и 500 миллионов киловатт-часов. Да, но 3000 долларов за один биткоин и 68 тысяч долларов за один биткоин, разница, конечно, колоссальная. Скажем так, для нас это все, мы все это видим, для нас, скажем так, для тех, кто занимается энергетикой, это самая большая головная боль. Если бы майнинг был, он есть в Абхазии, есть проблемы, мы гоняемся за майнерами, мы вовсе не хотим нашим людям сделать нехорошо, мы хотим, чтобы наши люди работали, зарабатывали, но чтобы это не шло во вред их соседям. Потому что когда у меня в родном селе напряжение 124-130, и у меня насос не работает, я не могу накачать воду, никому это не нравится. Хотя в моем родном селе также стояли майнинг-фермы, также предпринимали меры, чтобы их отключить, как и во всех селах Абхазии. Лично ездили, искали, находили, кого-то просили, уговаривали отключить. Где-то Министерство внутренних дел, служба госбезопасности нам помогала, руководство страны ездило. Я понимаю только одну вещь. Это та данность, которая есть. Какой объем потребления ожидается в этом году? Вот в завершенном году. Ну, мы предполагаем, что он будет выше, чем в прошлом году, и мы превзойдем цифру в 2,9 миллиарда. 2,9. То есть выше, чем прогнозировал директор, значит, НГУРГЭС. Коллегам дадим слово. Да, прошу прощения. 2 миллиарда 900 миллионов Канат киловатт-часов мы потребим в этом году. Предварительные данные такие. Пожалуйста, Канат Валерьевич. Хлопці, хатирську телехопшца, хатирську я бха ахункари важилар, я психозку, свитча, гарик варги, я вайра хазбзия хадара, убара. Зиги хризелум кавазы хана, аурас бисфих, си светапс шизырва, адживи аше, аше шурон стадыры дазы хана, зигира харстаху, яха сесайра ара энергетика ятхаланаха, яха уска қалет, убриги жак салан шавера удзом, векант урос фела исход жопак. Сегодня мой приход был связан, естественно, обсуждениями значит, дел, которые сегодня мы, все дела, вернее, которые мы должны обсудить по энергетике, да, но вынужден, как говорится, чуть-чуть отойти от темы и сказать пару слов. Сегодня под государственными крышами, там, в разных местах сегодня, несколько раз озвучивали мое имя, обсуждали мой голосовой, как говорится, голосовое послание, да, я хотел бы раз и навсегда закрыть эту тему. И потому для тех, кто
не понимает или не хочет понять, я хочу два слова сказать. Мое голосовое сообщение, это было, значит, вынужденная мера и, значит, на то, что произошло тот злополучный вечер на Новом районе. Вы, наверное, все знаете, не буду в подробности вдаваться. Это естественная реакция защиты своих детей, свою семью, своих друзей и так далее. Если кто хорошо слышал, наверное, там четко написано, то есть прослушивается, вооружитесь и придите в Айтгылара. По-моему, там не было призыва идти, Ну, я президента думаю, свергать столько и так времени далее. прошло, Но уже сегодня поняли. очень... Нет, я вам скажу почему. Сегодня выпившийся факт Уже произошел. все поняли. Сегодня это люди, прошло. значит, собрались люди, прислали людей к спикеру там, и так далее. Какие-то там разговоры непонятные. Я думаю, что эту тему лучше бы закрыли бы, чтобы мы остальные темы не стали поднимать. Я еще раз говорю, это естественная реакция на то, что произошло. Мы тоже были во власти, но я не помню, чтобы мы ходили там, где собирается оппозиция, чтобы мы там приходили, стреляли, чтобы мы людей провоцировали. Подождите, Гарик, не перебивайте, это очень важная тема. От этого Честно зависит говоря, не завтра, ожидал. что, как народ будет друг с другом общаться. И что еще хочу сказать. Во всей этой ситуации, конечно, больше всего мне обидно за Зурика Фероновича Каджая, за его племянника. Очень хорошие ребята. Мы очень плотно работали по инициативе Айтгылара, где говорилось о взаимном строительстве государства, о мире, о спокойствии. Но, видимо, кому-то это не нужно было. И близость, на последнее время близость Фероновича к оппозиции, кто-то это быстро, умело использовал, накрутил Зураба Фероновича, и сегодня произошла эта ситуация. Я глубоко уважаю Фероновича, глубоко уважаю вот этого парня, значит, Дату Каджая. Кстати, им надо искать тех людей, кто их фактически подвел под эту ситуацию. Я думаю, что эти люди хорошего им не хотят. Я думаю, что они сами, наверное, разберутся в своих делах. Теперь Коротко, да. Теперь касаемо непосредственно дел наших насущих. Бжаня, находясь в оппозиции, декларировал и, обращаясь к народу, говорил, что с водой, с электроэнергией проблем не будет. Проблемы начались, кстати, с его прихода. В одной из первых интервью Ирины Шотаны-Агарба, наверное, все помнят, когда он стал президентом, он заявил, что в августе 2020 года приехала российская делегация энергетиков. Просто освежите память, вы все это помните, это интервью, где он говорил, что он даже, с тем, что ему не пришлось даже оплачивать их приезд, он сказал, что за свой счет они приехали промониторить ситуацию в абхазской энергетике. Это было в начале августа 2020 года. Потом он говорит, что после того, как провели некий анализ, в числах 25 примерно августа к нему на стол легла бумага, некий такой документ, анализ состояния энергетики Абхазии. Где он четко говорил, что они сказали, что ситуация в энергетике Абхазии кошмарная. Даже в той ситуации, в которой она находилась на тот момент, чтобы поддержать в этом же состоянии, что нужно вливание 4 миллиарда рублей. Но это никого не удивляет. Теперь смотрите дальше. Подождите, дайте мне договорить, Гарик. Однако это ему не помешало разрешить майнинг криптовалюты. Как вы понимаете, президент не мог не знать, какие наступят последствия. То есть он в августе, в конце августа 2020 года имел документ о состоянии дел, но в следующем месяце, в сентябре 21-го, если я не ошибаюсь, буквально у тебя вот подождите. Просто ты же понимаешь, этот документ Да, я сейчас принят в заканчиваю. связи с Не чем? перебивайте, Гарик, Ну, меня. чтобы как раз... Я вас просил в начале эфира не перебивать меня. Я говорю те вещи, которые должны люди Ну, я знать. просто хотел, зачем В это? сентябре выходит постановление Кабинета министров. В своей деятельности Айтгылара тоже хотели принести какие-то конструктивные вещи, внести в решение этой проблемы. Мы приглашали на нашу площадку представителей Черноморэнерго,
чтобы вы понимали, что мы услышали. На прямой вопрос, сколько киловатт было готово выделить под майнинг наша энергетика, мы прямо вопрос им задали. Ну, ответ нас шокировал просто. Нисколько, говорят, так как среднегодовой дефицит на тот момент уже составлял 3-5%. То есть на момент принятия постановления Кабмином энергетика уже была серьезная проблема, у энергетики была серьезные проблемы. Вы представляете? То есть мы вопросы, в принципе, Черноморэнерго никаких не имеем. Они говорят, что было, как было. А зачем они приняли? Вы, Рука- может, тоже скажете, зачем они Подождите, приняли? не перебивайте. Руководители в Кабмине с опытом госуправления, да, Чтобы не выявить. могли не понимать, что и как могло после этого произойти. Какую цель преследовали, догадываться несложно. Темные окна в домах, отсутствие воды говорят сами за себя. И это и есть обещание Бжане светлое будущее. Это мы это видим. Ну, я по-другому. Так что у нас еще кое-что осталось, наверное. Мне кажется, чтобы это сказать. постановление Конечно. было принято, чтобы выявить, зарегистрировать, а потом уже Гарри что-то- Александрович, Нет, это- Вы что, вы что, Вы домысливать участвовали? пришли? Нет, Георгий Александрович, уместно будет в данный момент, да, мне прокомментировать Конечно. высказывание от Ну, Гура сейчас, Мирановича. вот сейчас Гарри Кукаевич давайте. дадим высказаться и перейдем уже... Если вы по этой же теме, тогда лучше выскажитесь, я коротко, тогда откомментирую да. все Ну, ваши я так заявления. вижу, не знаю. прям. Я хочу продолжение сказанного тоже прокомментировать. Ситуация в энергетике уже всем известна, каждый гражданин знает все эти проблемы. И здесь Зураб Сергеевич тоже еще раз нам напомнил о ситуации и с чем это связано. Это связано напрямую с нагрузками, которые появились последние 2 года. И теперь, когда мы говорим о нагрузках, сразу же вопрос майнинга становится. Мы не можем объяснять потребление такие высокие нагрузки тем, что цена биткоина выросла и государственная политика не может быть связана с тем, что биткоин растет или падает, стратегия в отрасли не должна от этого точно зависеть. Мы же понимаем это, и это не совсем аргумент, с чем я не соглашусь. Хотя это, конечно же, порыв майнить у людей, кто этой деятельностью занимается, он обоснован. Здесь самая главная проблема, если мы уже говорим о проблеме, то она пришла к нам вместе с новой властью. Это политика, которую задавали в этой отрасли, это не сами энергетики это делали, там были специалисты, которые были против этого, я уверен, потому что они знали состояние дел, описывали много раз состояние, что ветхие сети, им больше 65 лет, и вообще как майнинг в любом количестве в наших сетях, в принципе, был невозможен. Без ущерба нашей энергетики, это должны были понимать любой маломальский электрик даже. И почему мы в парламенте очень часто обсуждали эту тему, когда вопрос легализации майнинга встал, мы бурно реагировали, пытались вначале вразумить, говорили свое мнение, что это невозможно, по своей наивности думали, что это какая-то ошибка нашего правительства, но сегодня я понимаю уже на 100%, что это было все сделано умышленно, так как дальнейшие действия власти выхода из кризиса говорят сами за себя, это мы, наверное, дальше скажем. Легализацию майнинга мы сейчас преподносим людям, что мы... То есть вы когда принимали, вам не сказали, для чего легализовывать? Как? Ну вот Это когда принимало принимали правительство. Это правительство. парламент не обсуждали же в принимал, мы парламенте. единственное, что мы могли Ну, как, делать... они же не... Они с нами не обсуждали. Обсуждали это- после того, как уже приняли это То есть вы не постановление. знали, почему. И уже пытались как-то выйти из ситуации вместе с ними. Ну, мне кажется, Какие-то очевидно. там прогнозы им рассказывали, цифры рассказывали, хотя нас убеждали и сам президент, и правительство в том, что у нас профицит электроэнергии какой-то есть, который мы можем под майнинг Кстати, отдать. вот несколько лет назад во всех госучреждениях они стояли, их вычистили, вот ни в одном сейчас Никакого нету. Это профицита я у вот- нас там Это с не несколько лет назад, это было 2013 в да, того года. 2013-2014 Ну, стояли. года никакого профицита у нас не было, это Вы цифры. про асфальтный завод в Гулрыбском районе говорите? Дайте Не я только. договорю, пожалуйста. Цифры у нас есть, данные официальные от Черноморэнерго, что у нас
с 2013 года никакого профицита ни на одного, всегда у нас был дефицит. Каждый год мы там на переток выходили, но не такие объемы, как сейчас мы по миллиард киловатт-часов просим. Это было в рамках, может, 100 миллионов вообще киловатт-часов. потребление ежегодно растет. и вот, Ежегодно мне кажется, растет, Слишком много на майнинг сваливаем. Нет, естественный прирост, конечно же, есть у Смотрел нас. по Грузии тоже. Но это 4-5% естественный рост. В рамках этого естественного прироста мы и двигались, в принципе, с 2014 года по 3-4% мы максимум, что добавляли, это 46 миллионов киловатт-часов в год, там 36. В 2018 году было снижение. Постановление о запрете, когда майнинга, который критикует нынешняя власть, по цифрам посмотришь, есть и результат даже просто от постановления, хотя считается, что это было неэффективно. На 4% снизили по соотношению 2017 года потребления. Все это привело именно легализация майнинга, которая сейчас говорят, что это не была легализация. Вот вы, Гарик, считаете, что это чтобы выявить всех этих... Ну, конечно, а как иначе надо из тени было Странно. вытащить, Ну, это зарегистрировать, странная вот как они постановка вопроса. хотели. Я хочу... Ну, когда это стало не получаться, уже... Ну, вот у нас постановление было, в постановлении были прописаны правила, как можно начать заниматься этой деятельностью. После того, как несколько раз президент и до постановления озвучивал на встречах в районах, Ачамчирском районе, в Гагаринском районе, когда люди спрашивали, жители сел спрашивали, что вы собираетесь делать с майнингом. На одной из встреч президент сказал, что это хороший бизнес, мы будем легализуем его, это денежный прибыльный бизнес, и он, в принципе, мы не против того, чтобы майнинг существовал в Абхазии. Это как бы до постановления уже призывом в обществе было, надо знать нашу ментальность, наверное, когда такие вещи говорит глава государства, люди это воспринимают прям буквально, и люди закупали оборудование даже до постановления. Но после того постановления уже какие-то правила были, люди пришли. Нет, давайте вот именно чуть глубоко надо разобраться в этом вопросе, потому что надо Мне надо откомментировать. самое Я главное, думаю, мы сейчас, у нас цель какая, не друг друга оппонировать, а донести до нашего народа, почему у нас такие проблемы и как из них выходить. Если мы честно со своим народом не будем говорить, они не верят власти, и поэтому и борьба такая ведется сложная, потому что люди не доверяют власти. Одно опрометчивое решение, второе опрометчивое решение. И надо людям донести на самом деле, как обстоят дела. И вообще, после того, как эта легализация майнинга постановления вышла, сейчас даже мы не будем с этим спорить, что это было ошибочным. И это опрометчивое решение, поспешное, зная о состоянии дел в энергетике, что все ветхое и старое, на это пошло правительство. И еще самый главный момент, что на 21 сентября, на момент принятия постановления, мы выбрали всю генерацию, которую наша доля с Ингургесом, мы же делим генерацию 60/40. Вот мы 40% выбрали на тот день, и я даже не понимаю, что собиралось правительство предоставить, какие мощности, сколько киловатт они пытались сдать людям, и для чего это все делалось. Люди закупили оборудование, зарегистрировались по правилам постановления Министерства экономики, зарегистрировали свое оборудование, там до 20 тысяч, если я не ошибаюсь. 27 тысяч. 27 тысяч единиц, это минимум 60-65 мегаватт. Ответят, Да, Да. Давай надеюсь, быстро. Нет, давайте дальше Уже чуть-чуть масса пойдем. вопросов, Я вопросов. сейчас Да. Оно нас невозможно. я накопилось. просто не договорил, а потом не знаю, смысл что всего этого не будет. Потом мы к чему людей подвели? Люди, граждане наши, которые просто предприимчивые, законопослушные, когда им власть говорит, можно этой деятельностью заниматься, они, конечно же, побежали, кто-то кредит взял, кто-то у друзей деньги попросил, закупили оборудование, привезли, пошли по постановлению, зарегистрировались, дальше надо было идти с этих условиями Черноморэнерго, пришли туда, пока в этом процессе, пока там комиссия соберется, пока все это, вышло постановление о запрете. Сколько, какой промежуток Ну, 2 времени? месяца, наверное, да? Ну, это вот, да. Не Постановление получилось выявить. Постановление вышло о запрете. Что произошло? Люди остались со своим оборудованием у себя в руках, дорогостоящим. Конечно же, это неправильно, незаконно подключаться. Начали искать способы, чтобы оправдать свои затраты.
и пошли уже незаконным путем. Подождите, вот, произошло то- после того постановления на границе, по-моему, уже не пропускали Ну, там аппараты 2 сюда. месяца официально раз. заехало достаточно, чтобы угробить нашу есть там это энергетику. было учтено, Больше по-моему. 60 тысяч заехало официально. Этого достаточно Кстати, было, уже уехало тоже чтобы много. Уехало Вы много, да. соцсети откройте, там везде реклама, что они любой Да. может купить, завести. Слушайте, вы откройте интернет, что Теперь, вы теперь друг что друга произошло обманываете. с нашим народом, да? Кого мы сегодня, власть пытается обвинить в том, что они там угробили нашу энергетику. Нельзя так вопрос ставить. Надо признавать в первую очередь ошибки никто власти. так не Если власть выступила, вот как мы сегодня говорим, вот здесь, выступила, сказала, мы, яхахид, не смогли мы просчитать, прогнозировать, не смогли, не получилось, Ну, и простите возможности нас, у нас извините, не те, давайте к все вместе сожалению. встанем, объединимся вокруг этой проблемы, так как электроэнергетика это вообще основа всей нашей жизнедеятельности, у нас другого энергоресурса нету. Но стратегия власти сегодня другая, не признавать свои ошибки. И теперь народ ополчился, да, и недоверие народа это результат Ошибки были во борьбы. все Да. времена. Это Теперь, когда вы дело не хотите только в обвинить ошибках. свой народ во всех проблемах, конечно же, они будут и незаконной деятельностью заниматься. Сегодня уже президент озвучил... мы всё о майнинге сегодня, говорим, Гарри, да, это давай. майнинг самая главная проблема в Гарри энергетике, Александрович, чтобы вы понимали. Давай передадим далее. Сегодня уже президент озвучивает такие вещи, Ну, что продолжим майнинг потом. это кровавый бизнес. В прошлом году был это прекрасный бизнес, в этом году стал он кровавым. Да, он стал кровавым. Ох, я эти заявления не собирал, к сожалению, не знаю. Кристина поможем, Константиновна, Гарри Александрович. можете вот да, я всё-таки Дальше можно думаю. продолжить. все вот эти Ну, вопросы, я может, не всё-таки знаю. прокомментирую. Я думаю, что у нас Сперва есть время прокомментируйте, а обсудить все потом вопросы. перейдем к переговорам. в Уважаемые коллеги, да, что бы хотелось мне сказать на этот счет? Ну, первое, да, в любой ситуации, в любой проблеме есть история вопроса. Адгур Амиранович, вы в своем выступлении сказали, что проблема майнинга или история майнинга началась с 2016 года. Это действительно так. И об этом говорит хронология событий с 2016 года. Активная фаза этого вида бизнеса получила после того, как вы инициировали, соответственно, развертывание здесь так называемого криптовалютного рая, Адгур Амиранович. Вы обратились к одной организации, значит, после обращения заключили соответствующее консультационное соглашение, в рамках которого вы презентовали президенту, значит, так называемый проект «Криптовалютный рай». Что бы мне хотелось сказать в этом смысле? История вопроса, на мой взгляд, в принципе, возникла именно тогда. Вы, Ну, это ваше мнение, Кристина Нет, Константиновна. Адгур Амиранович, я вас не перебивала, наберитесь мужества и выслушайте то, что я скажу. Я думаю, что я имею право высказать свое мнение. Значит, вы активно, представляя власть в республике, призывали людей развивать этот бизнес. Вы обещали гражданам Республики Абхазия, что криптовалютный рай в Абхазии обязательно наступит, и что Республика Абхазия уже в 2018 году будет заниматься криптовалютой. Я понимаю, что вы сейчас хотите сказать, что это никак не взаимосвязано, но не соглашусь с вами, потому что в вашем отчете, который вы очень успешно презентовали и направили президенту, как конкретно, да, содержатся вещи, связанные конкретно с майнингом. Я не говорю о том, что вы вводили валюту в виде абхазкоина. Кстати, материалы презентационные здесь есть. Я могу вам освежить в памяти, как ваш отчет выглядит. Где вы обещали 2018 год. Документ был подписан в 2000... Минуточку, Адгур Амиранович. Давайте я сначала выскажу, а потом мы будем перекрестно устраивать друг другу допрос. Пожалуйста. Значит, где вы в своей презентации грандиозно обещали, значит, в течение 5 лет тариф без изменений в размере 50 копеек. Вы обещали, что 50% от так называемых реализуемых проектов в рамках вот этого серьезного презентационного материала, 50% вырабатываемой электроэнергии вы обещали предоставить, соответственно, под майнинг.
50%, соответственно, те партнеры, о которых вы говорили. Это прямое отношение имеет, потому что это были призывы. Я даже могу вам процитировать. Возможно, это может быть не очень красиво с моей стороны, но учитывая, что вы в одностороннем порядке считаете, что это проблема действующей власти, я с этим согласиться не могу, потому что есть хронология событий, которая, на мой взгляд, имеет место быть, ее надо, безусловно, озвучить. Кристина Константиновна, Минуточку. я извиняюсь. А вы что, Минуточку. получается, в эту мечту от гуру Нет, поверили, и нет, вы давайте продолжили, так. что ли? Я ничего Кан не Валерьевич, понял. я Какое вас не отношение к этому перебил. национальному? Это прямое сегодня отношение будет имеет, меньше потому что, позитивного, уважаемый больше Адгур Амиранович, и вы, Кан Валерьевич, и Гарри Гурамович в однозначном порядке говорите, что эта проблема создана искусственно действующей властью. Я не могу с этим согласиться и имею позицию, которую считаю нужным озвучить. Да-да, пускай, конечно. Имейте силы меня просто выслушать. Адгур прокомментирую. Амиранович, на презентации в 2017 году звучали такие лозунги. Это серьезный проект, который может изменить индустрию в целом. Вы сможете, правда, участвовать в развитии страны. Это трехлетнее освобождение от всех налогов для всех участников рынка. Более того, вы говорили, что таким образом Абхазия планирует преодолеть 25-летнее забвение и привлечь зарубежные инвестиции. Уважаемый Адгур Амиранович, как писали позже СМИ, в реальность этих планов трудно было бы поверить, если бы на конференции не присутствовал министр экономики Адгур Ардзинова. Он подтвердил, собственная криптовалюта у Абхазии может появиться уже этой осенью, а полномасштабно вводить ее в экономику страны правительство планирует к весне 2018 года. Через несколько лет Абхазия, в принципе, может отказаться от обычных денег и целиком перейти на криптовалюту. Но самое, что удивительно, Адгур Амиранович, здесь, это то, что прошло совсем немного времени, и уже в январе 2018 года вы в адрес премьер-министра страны направили проект постановления о введении чрезвычайного положения в энергетической отрасли. Я думаю, что вы помните Конечно, тот документ, который вы составляли. И я понимаю в данный момент, что вы не можете со мной не согласиться, что вы оценивали тогда ситуацию, когда писали этот документ. Более того, самое что удивительно, это, знаете, это говорит о противоречивости позиции. То есть в январе вы предлагаете ввести, значит, кризисную ситуацию в энергетической отрасли, а уже в марте презентуете президенту проект с проектом указа, где вы вводите в оборот, соответственно, этот бизнес, вы рекомендуете принять необходимые решения о льготном режиме налогообложения, и выразили полную готовность продолжить эту работу. Впоследствии уже, значит, согласно ситуации, которая складывалась в отрасли и официальных обращений генерального директора Черноморэнерго, вы уже говорили о том, что необходимо менять ситуацию. Эта проблема становится очевидной. Вы писали в правительство о том, что, значит, в республике появилось очень много так называемых майнинговых ферм, и необходимо принимать решение о регулировании данной деятельности. И предлагали ввести либо повышенный тариф, либо запретить эту деятельность. К сожалению, решение было принято не сразу, оно было принято только в конце 2018 года. Соответственно, но, на наш взгляд, постановление правительства, ну, мягко говоря, носило формальный характер. Почему, Адгур Амиранович? Потому что, вводя запрет, не был закрыт основной канал, откуда поступало оборудование. Я вас не Какое отношение к перебивала. вашему решению А это я имеет? сейчас скажу, вы дайте мне высказаться. Значит, смотрите, вы фактически не запретили ввоз оборудования, и в итоге к сентябрю 2020 года, Когда Аслан Георгиевич рекламировал майнинг когда в мы вашем уже эфире, как принимали раз, да, решение, в республику уже, по официальным данным, было ввезено порядка 66 тысяч единиц оборудования для майнинга. Говорить о том, что это мы стимулировали ввоз майнинга в республике, ну, по меньшей мере, некорректно, Адгур Амиранович. Более того, Адгур Амиранович, вы в своей переписке с правительством, с Черноморэнерго обращали внимание на то, что майнинговые фермы расположены также на государственных объектах,
Самое Совершенно интересное, верно, что да. Адгур Амиранович, вы отражали такую информацию, что это оборудование также находится на объектах государственной собственности, в том числе подведомственных Министерству экономики. Мы направляли Я в хочу прокуратуру и в МВД, данном правильно? случае, да, вы как уполномоченный орган, с одной стороны, да, в сфере энергетики, там, конечно, был период, когда за это отвечало другое ведомство, но тем не менее, вы, на мой взгляд, могли бы инициировать соответствующие мероприятия, которые могли бы существенным образом повлиять на ситуацию, которая складывалась. К сожалению, на объектах госсобственности, в том числе подведомственным Министерству экономики, оборудование стояло и в 2020 году. У нас хватило мужества принять решение и закрыть эти объекты. К сожалению, я не думаю, что вы можете привести статистику о такого рода деятельности. Более того, да, есть проблемы с выявлением, да, есть проблемы с изъятием, но тем не менее эта работа проводилась и проводится. Я не думаю, что у вас есть статистика, которая может подтвердить, что вы такую работу проводили. Поэтому я могу абсолютно обоснованно считать, что это постановление носило формальный характер. А теперь, Гарри Гурамович, я перейду ко второй части этого вопроса. Это... Про постановление скажем. А я к этому иду. Постановление, которое носит те формальный вопросы, которые характер, вы задали, она ответит. вызвало минус 4% потребления, а постановление, которое у вас, Гарри ваше Гурамович. постановление вызвало 1 миллиард киловатт-часов нагрузок. Гарри Речь идет Гурамович. о том, когда это началось. Ну да, конечно, мы об Это этом и позыв говорим. населению, посыл был послан тогда именно. Ну, значит, Вальтер все-таки Сергеевич, вы тоже специалист вся по проблема. Давайте Посыл так, населения Гарри я Гурамович. говорю, носит по факту. официальный Юристы знают, документ. как народ В чем вы воспринимает. говорите, Уважаемые слушайте? коллеги, Слава Вы Богу, ссылаетесь когда есть кого на то, что обвинить. якобы кто-то что-то говорил. Должностное Вы к лицо, вашему когда постановлению говорит, какое это посыл. отношение это имеет? Вы Правильно. постановление Я с вами приняли, согласен. официально легализовали Прямо. майнинг. А когда- Вы что вводите нас в тему, слушайте? Во-первых, давайте вы- не кричать. Это Нет, выяснение там, отношений. вопросы это он я не задал, понимаю. она отвечает Сегодня там. без света люди сидят. Что собираетесь делать? Без воды люди сидят. Вот Вы приход- что? Это перекладываете на прошлое? Вы с самого начала заняли позицию, когда начали обвинять. Вы не пришли и не сказали, давайте, вот есть у нас одна проблема. Даже вот вы говорите, говорите, есть проблема, говорите, там есть ошибочные, да? Вы что ищете сегодня сказать, вот виноваты, и давайте? Нет, так не получится. Давайте скажу, лучше Вы придите и выхода скажите, мужики, искать. давай, вот такая Вы уже, проблема. вы, наверное, просто- Общими, вы, общими мерами мы должны Я выходить. Вальтер Вальтер Сергеевич, здесь Сергеевич, знаете, в чем проблема? можно Вальтер я Сергеевич, я к отвечу вам на вас? обращаюсь. Смотрите, в чем здесь проблема. Здесь получается, что виноватых в правительстве никого нету. Стал виноватый окончательный, то есть потребитель. Конечный потребитель стал виновным, его Я начали... здесь ни разу Не будем услышал, искать что виноватых, потребители, вот сейчас потребители. можно Мы два говорим о том, вопроса. что есть Уважаемые проблема. Уважаемые Давайте коллеги, вместе Иван выходить из Валерьевич, Вальтер Сергеевич, вы уважаемые просто- коллеги, Просто нет. Так как вас здесь не она в этот начала. период времени это не было, ну, она Гарри отвечает на Гурамович. вопросы. Вы не Часто представляете, эти что мы проблемы- там также все Очень воспринимаем. часто в парламенте эту проблему обсуждали и только помогали. Другого у нас не было, хотя в эфирах очень много чего вырезали, чтобы не показать позицию парламента от какой-то Ну, части там были, депутатов. в принципе, Кристина возможности Константиновна демонстрировать. отвечает только- на и только- на Я вопросы хочу ваши. дальше ответить на Пусть вопросы. ответит, потом вы скажете. В этом Нет, направлении, если в этом лично направлении вы это нас делать, обвинить понимаете, точно нам ни не в чем нужно. не Я можете. вообще Нет. никого не хочу. Ну, она Я отвечает. только могу говорить о фактах. Вопросы Я же вам были. расскажу, почему Кан такое Валерьевич, произошло. нет, Кан Валерьевич, я отвечаю по существу Нет, вы заданных так отвечаете, вопросов. как будто вы в оппозиции, Нет, мы во власти. Вы вот нет, так себя Кан ведете. Валерьевич, нет. Мы Здесь- говорим о вашем постановлении. Это вы в это постановление выпустили. Это постановление прошло через администрацию президента, потому что ни одна бумага, которая выходит через кабинет министров, не проходит через одобрение или наоборот, если что-то они считают в этом не полезно, не дают ход этому документу. То есть, когда этот документ выходил, в курсе был, естественно, и президент, естественно, кабинет министров. Теперь коллапс энергетический произошел, не ответственны ни вы, ни премьер-министр, ни президент. Ответственны стали только конечный потребитель. Вы Нет, что, Адгур вы на Альфа нас, должен на конечных потребителей хотите, как его вину перекладывать? Вы говорите, ничего не заходит. Откройте интернет, посмотрите, с доставкой в Сухум заказы Ну, вам принимают на просто об майнинге. этом О чем вы известно, нам говорите? неизвестно. Те люди, кто занимаются этим бизнесом, Вам им это вопрос- Владимир интересно. Сергеевич, Им это откройте, известно. посмотрите. Там, Вальтер Я не Сергеевич, занимаюсь это этим Кан бизнесом. Валерьевич, Те, кто занимается, в им интернете известно, говорю, где, слушай, где Вальтер взять и Сергеевич, куда В деть. сам социальных вопрос
сетях ответил по открыто, этому слушайте, поводу. о чем Вообще вы никаких. говорите? Ну, что если мы с скажем, космоса что это приходит, вчера что ли? началось, это смешно. Это не вчера началось, не сегодня началось. Товарищ Зачем? Александрович, здесь я никто не всё-таки- говорит. Да Ответьте что до такое? конца. Мы Давайте от будет темы отвечать. уходим. Я Мы, хочу а, ответить. Это всегда Нет, было. минуточку. Закончим. Давайте так, вы когда говорили, вас я не Да-да, перебивала. конечно, я я просто все-таки уточнил, да. думаю, что Давайте имею тут право одна. высказаться и прошу вас все-таки меня уважить. Да-да, Дайте мне конечно, ответить на те вопросы, которые вы обозначили. Более того, вы обозначили вопросы каждый по этой теме. Я должна на все ваши вопросы ответить. Вы же для этого сюда пришли, правильно? Услышать позицию. Вы говорите, Нет, Кан понимаете, Валерьевич, вообще вы пришли не услышать. туда уводите наш разговор. Вот почему У говорю. меня мы тоже есть никуда вопросы, не давайте. уводим разговор. Мы хотим в данном случае Я просто- выстроить конструктивную беседу. Вы настолько уделили внимание тому, что Адгур говорил, я так понял, что вы поверили в эту мечту Нет, условно нет. и сделали, Нет. и Речь выпустили шла о свое том- постановление. Адгур Нет. Амирович, вы гениальный человек, вы можете Кан такие идеи Валерьевич. продвигать, оказывается, что наше Во-первых, правительство с закрытыми Так, глазами самое плохое, что идеи продвигает. Речь Речь пошла о том, речь откуда идет о тенденция другом. началась. вы бы меня Адгур позвали, Амирович, Кристина не, Константиновна, Адгур я бы вам Амирович, вы рассказал, меня о чем шла послушайте. речь. Более того, Адгур я Амирович, насколько знаю, мне не что надо ничего рассказывать. прошлый Я могу- руководитель Давайте Черноморэнерго разговаривать, а? непосредственно, я насколько знаю, если меня обманули, если мы все обмануты, я тоже, значит, обманываю, если нас обманули. Более того, вы приглашали и спрашивали их мнение. Я, насколько знаю, они сказали, нельзя этого делать. Я, насколько, прошлые, там, не буду сейчас по Не, ну мы персонали идти, можем позвать бывшего люди, директора и я насколько пообщаться знаю, они на вам эту сказали, тему. а что они сказали, надо это делать? Я, насколько знаю, сказали, нельзя это, энергетика Кан Абхазии не Валерьевич, выдержит. Кан Валерьевич, есть детали вас беседы, и- которые можно Видите, будет это есть. обсудить. Я сейчас о другом. Вопрос не в том, что мы ищем виноватых, но Адгур Амирович здесь очень умело, значит, озвучил то, что эта проблема фактически, да, инициирована президентом Республики Абхазия. Я просто вас пытаюсь убедить в том, что это не так, и об этом говорят факты. И не надо воспринимать это так тяжело. Надо просто с этим согласиться. статья. Адгур Постановление Кабинета Адгур министров через Амирович, администрацию вы же не можете от президента этого проходит? отказаться. Скажите, пожалуйста. Теперь давайте... Вот Проходит? Кан Валерьевич, Ваши документы Кан визируются в Валерьевич, администрации Кан президента. Валерьевич, Ответит она я щас, сейчас что как раз веду к вопросу о том, как принималось решение правительства, в том числе о том мероприятии, очень которое важно, было проведено по кто техническому был инициатором, аудиту. интересно тоже. Адгур Амирович, вы прекрасно знаете, кто был инициатором. Мы сейчас о другом. Я не хочу знаю, понять... Амирович, да, был инициатором? Так получилось. Рассказываю сегодня. Давайте Уважаемые дадим коллеги, договорить, у меня Адгур тоже Амирович, есть вопрос. У меня Они складывается выпускают. мнение, что вы просто в Удивительно, принципе не хотите Давайте, когда вы услышать. говорили, мы каждому дали сказать. Дайте, Конечно. закончит она мысль. Мы же слушаем. Уважаемые коллеги, значит, ситуация какая? Чем было мотивировано данное решение? Очень интересно. Да. Совершенно верно. Тогда вы выслушаете. Кан Вот Валерьевич. сейчас я был бы очень... А оно внимательный. мотивировано было теми обстоятельствами, с которыми мы столкнулись. Вы прекрасно знаете, что правительство было сформировано в июне месяце. Вы прекрасно знаете, что руководство Черноморэнерго приступило к своим обязанностям в августе месяце, а реально существовала серьезная проблема с тем, что есть большое количество оборудования у населения, есть подключенные так называемые фермы, и есть проблема, которую надо решать. Мы не сторонники издать документ и прятаться за ним, понимаете? У нас была задача решить эту проблему. Как мы ее в данном случае предлагали решать? Мы инициировали вопрос о регулировании данной деятельности. Уважаемые коллеги, я думаю, что вы наверняка читали этот документ. Конечно, Но у читали. меня складывается мнение, что вы его не читали. Что Нет, предусматривало мы его читали, у вас постановление? впечатление Нет. складывается, мы его Судя по читали. тем репликам, которые вы сейчас выбрасываете, да, у людей может сложиться мнение, что речь шла о том, что Кабинет министров своим решением просто сказал: уважаемые граждане, Я разве у так кого говорил? есть... Ну, то, что вы говорите, да, Нет, это я выглядит говорил- так. я А я говорил, хочу как следовать сейчас постановлению, акцентировать внимание поэтапно, даже рассказал на, то, что у на вас тех постановление мероприятиях, которые давай, предусматривало постановление правительства. Первое, что предусматривало постановление правительства, это легализация оборудования, которое было ввезено в республику. Вы же, Адгур Амирович, этого не сделали, правильно? Вы даже не знали, какое количество Мы ввезено. запретили эту Нигде деятельность нет, в Адгур Абхазии. Амирович. Вы запретили деятельность, но оставили ввоз открытым. А оно в течение 1,5 лет ввозилось совершенно спокойно. В Но при этом неограниченном потребление количестве. оставалось на том же Адгур уровне. Амирович, дайте мне сказать дальше. Собственная Первое. генерация Речь шла о была. легализации оборудования, чтобы понимать, какое количество Накапливали оборудования
оборудование оборудование. ввезено, на какую мощность. Это первое. Второе. Но есть Мы годовое определили, потребление. Адгур Амирович, мы определили, что единый оператор для того, чтобы понимать, какой объем электроэнергии может быть предоставлен для этого бизнеса, должен был бы определить объем допустимой мощности. Можно вас Я к остановить, этому я нет. извиняюсь? Я сначала скажу, а потом вы будете оперировать мне. Значит, мы должны были определить объем допустимой мощности. Далее мы предусматривали, что будут выработаны условия технического присоединения такого оборудования. Кстати, Адгур Амирович, Аслан Георгиевич Басаря вам в свое время писал, что необходимо разработать такой документ для того, чтобы регулировать этот вопрос. Но вы этого не сделали. Мы, Вы, возможно... видимо, не нашли, там есть проект Нет. программы. Вот, я вам Проект принесу. программы, мы об Да. этом поговорим, Адгур Амирович. Я знакома с вашей программой. Ну, а мы сейчас о другом. Зря вы Значит, мы в данном случае определили, какие должны быть технические условия для присоединения. Мы определили, какая плата должна быть для присоединения. Мы определили, какой должен быть договор на поставку электроэнергии. И только после соблюдения всех этих требований Черноморэнерго могла заключить договор не спорим на с этим, поставку Кристина электроэнергии. Константиновна. И вы прекрасно У вас знаете... получилось отрегулировать? Дайте я дальше скажу. час Более топчемся. того, Вообще, сейчас более было того, говорили. планировалось, Ну, вообще, соответственно, за другие лицензирование Мы данного знаем, вида что деятельности это и все- налогообложение. все люди знают это. Ну, Что не планировалось, перебивайте, люди Давайте имейте закончим уважение с к этим себе. майнингом еще, Ко мне да. не надо, к себе. Время- Главные имейте вопросы уважение. позади. Время еще идет, впереди. а мы Час уже- уже. Значит, мы тут следующее. топчемся. Вы прекрасно знаете, и это в средствах массовой информации звучало неоднократно, что планировалась остановка Ингургэс. Вы также прекрасно знаете, что законом об электроэнергетике предусмотрено, кстати, этим же постановлением правительства. Да, мы В читали принципе, хронология событий по реализации тех мероприятий, которые мы планировали, она четко была выдержана. Далее, вы знаете, с января месяца по апрель у нас осуществлялся переток. Соответственно, после перетока, учитывая текущие обстоятельства и учитывая, что нам необходимо было сформировать возможность поставки электроэнергии коммерческой для предоставления потребителям, осуществляющим майнинг криптовалют, было принято решение пока оставить запрет в силе. Вот какие решения были приняты правительством. В данном случае вы можете с ними соглашаться, можете не соглашаться, но, Адгур Амирович, вы прекрасно знаете, Да. что, вернее, прекрасно помните, что и вы... Крипторай, да, и не, обещали. я не про крипторай сейчас говорю, я говорю о проекте закона, который вы направили в кабинет министров. Кажется, они мои идеи пришли реализовывать. Нет, Адгур Амирович, я говорю о том, что идея регулирования, она не Мои новая. последователи. Нет, Адгур Амирович, мы не ваши последователи. Вы сейчас уже Мы про меня просто рассказываете. получили наследство, с которым нам пришлось разбираться. И мы с ним разбираемся. Более того, Ваше я вас наследство уверяю, нам осталось 3 я миллиарда, вас которые мы уверяю, долги платим а до мы сих сейчас пор. об Вот этом ваше скажем. наследство А мы сейчас всё. об этом скажем. Вы И закончили? мы сейчас, и мы в данный момент сейчас как раз эту проблему решаем. И самое, что интересно, я вас уверяю, мы ее решим. Адгур Вы удовлетворены Амирович. своей Вы работой? за эти 3 года, когда занимались этой проблематикой, в том числе проблемой энергетики, к сожалению, не решили этих вопросов. Абсолютно не решили. Сколько И, долгов у к нас сожалению, сейчас по перетоку, Кристина у нас Константиновна? нет долга по перетоку за 2021 год. Кристина Кан Константиновна, Валерьевич. давайте Кан ко второй Валерьевич. части перейдем, вот о Что-то я вашей никогда не повестке. слышал. можно Гарри сказать. Александрович, Да, Гарри О Александрович, путях выхода уже хоть будет поговорим, правильно потому и что справедливо, если я Можно отвечу просто коротко. интервью взять. Вечер с вами, Да. Шахаздайв, Гамас. Кристина Константиновна, я очень благодарен вам за то, что вы так детально рассказали о тех идеях, которые мы предлагали. И, кстати, там очень много разных было идей, не только связанных с криптовалютой. Я сейчас не буду рассказывать, что имелось в виду. Первый курс экономической теории. вы я вам- расскажите, Адгур Амирович, Нет, а вы, вы пожалуйста, расскажите. меня не перебивайте. Вы Вот расскажите. сейчас Я же вас не закончится перебивал. эфир, и мы останемся на первом вопросе. Кристина Ну, Константиновна, Я ни туда, думаю, ни интересно. Я не буду рассказывать первый курс экономической теории. Я с собой книгу принес. Я могу вам ее отдать. Спасибо. Если хотите, здесь написано, чем отличается криптовалюта от майнинга. И если хотите, я вам отдельную лекцию Много прочитаю внимания уделяем. в правительстве. Если, коли уж вы являетесь моими последователями там, и реализовываете мои идеи. Но, коли если вы мои идеи реализовываете, вы бы хоть позвали меня и спросили, Адгур Амирович, а что вы имели в виду? Теперь про ввоз и запрет ввоза. Если ввоз – это была основная проблема, почему вы в течение полугода его не запретили? Более того, когда вы принимали постановление в сентябре, вы дали еще отсрочку Да, на по ввоз, ввозу.
30 дней. Абдул Более Амирович, того, пожалуйста, не основы, перебивали. Нет, вы перебивайте. задали вопрос, сразу могу вам Не, сказать. не, Давайте Кристина же Константиновна, Вы прекрасно это же знаете, некорректно. что законодательство Сейчас Республики люди хотят Абхазия услышать о том, таможенное что может... обязывает в случае введения ограничений дать возможность, вопросы. то есть Кристина временной Константиновна. промежуток времени для того, чтобы Давайте, по заключенным давайте контрактам так. были Вы не будете выполнены меня перебивать, обязательства. я не буду вас перебивать. Это же правильно будет. Да, договорились. По-абхазски. Адгур Амирович и Гарри Александрович, секундочку. Кристина Г- Константиновна, Пусть здесь- она расскажет, уже перейдем уже... Нет, Гарри Александрович, У нас это не... эфирное Гарри время Александрович, заканчивается я сейчас просто. буду тоже... Свое время у нас есть, мы можем Ну тут. откуда оно есть? Кристина Оно Константиновна, бесконечно. давайте, Людям интересно, будут слушать. Так что давайте я по-другому рейтинг вашей На первом вопросе. сформулирую вопрос. То, что касается крипторая, мы уже объяснили, рассказали. Теперь, вот вы говорили о том, что я как-то искусственно обвинил Аслана Георгиевича. Я процитирую, с вашего позволения. На встрече с Ачимчирским активом в 2020 году, в сентябре, Аслан Георгиевич Бжания, вы в этом зале тоже присутствовали, сказал о том, что криптобизнес, майнинг, именно майнинг, вы знаете, чем отличается, да? Вот, да. Майнинг – это хороший бизнес, и у нас, по словам специалиста, я цитирую Аслана Георгиевича, около 80 мегаватт мы можем на этот вид бизнеса передать, как говорят специалисты. Вот 80 мегаватт – это порядка 700 миллионов киловатт-часов, если говорить о майнинге, да, нон-стоп 24/7. Это было в сентябре 2020 года. Это первое. Второе. Вы на совещании в Черноморэнерго сказали о том, что мы можем зарабатывать 50 миллионов рублей в месяц по тому тарифу, и порядка 600 миллионов мы получим выручки. По тому тарифу, который вы утвердили. Сколько денег абхазское государство заработало? И вот вы столько сказали, я так понимаю, вы удовлетворены той работой, которую вы провели. Я считаю, что, может быть, вы сами себя оцениваете хорошо, может, руководство страны тоже себя оценивает хорошо, но люди, которые сейчас сидят без света, простые наши граждане, хорошо помнят, как была зима 2019 года, 2018 года, 2017 года и 2020 года, и в этом году. Я смотрел графики Какая отключения. Адгур Амирович? практически И Раньше никогда в Абхазии послевоенный период не было Я смотрел такого, графики чтобы 17 года. летом отключали электроэнергию по вееру, понимаете? И говорить людям о том, что Адгур Ардзинба обещал какие-то там манну небесную, и А вы правда поэтому... обещали, Адгур Амирович? А уже все это Я понятно, много товарищи. чего Давайте А вы перейдем правда уже к обещали, другим Адгур делам, Амирович? которые Кристина действительно Константиновна, интересуют вы людей. во власти, Уже вы с этим принимаете майнингом решения. это Не можно Адгур говорить Амирович еще 3 часа, я принимает решения. понимаю. Вы нам обещали в прошлом году в парламенте 600 Гарри миллионов в Гурамович, год. сейчас она Где эти расскажет. деньги, Кристина Гарри Константиновна? Расскажите о поездке. Да, Почему не, вы минуточку, этот я вопрос- отвечу на вопрос, а сейчас Почему расскажу вы о том, их что мы не делаем. увидели? Почему ваши Значит, прогнозы, вы говорите, все правильно сделали. Совершенно верно. Есть абсолютная вместо того, математика, чтобы... Адгур Амирович. Вот по вашей Цифры же логике. вещь упрямая. Конечно. Кристина правильно? Константиновна, Вот они по передо вашей мной. логике, Да. по вашим Я могу вам выступлениям, вы передать, нам если обосновывали, что и мы в Черноморэнерго заработали 600 миллионов в год. Это были ваши прогнозы. Получили на выходе минус 3 миллиарда перетоком. Нет. Пока Значит, неизвестно, минус 3 пока миллиарда мы- никто не получил. Ну, пока Гарри неизвестно Гурамович, источник Гарри Гурамович, финансирования. Не надо уводить в сторону. и Я на не другую увожу в тему. сторону, я говорю, что мы не знаем, мы будем платить за это. Сейчас мы до этого дойдем, мы до наверное. этого дойдем. Но одни убытки. У нас еще помимо того, что мы 600 миллионов, которые вы предполагали, не получили, у нас на авариях очень много подстанций сгорели, сети просели, очень большой ущерб. Там, я думаю, за 3-4 миллиарда, наверное, которые мы получили по сетям ущерб, по подстанциям. Это же тоже надо признавать. Как можно говорить о том, что мы все сделали правильно, если вы через 2 месяца постановление о запрете делали? Мне интересно, что вы хотели продать людям, если у вас дефицит был с 2013 года. Откуда мощности, которые вы озвучивали, вот там 300 миллионов киловатт-часов, 40 мегаватт, это ваши слова. Где, по каким данным у вас был профицит, который можно было бы отдать под Гарри майнинг? Гурамович, Я даже я в парламенте, возвращаюсь- когда вы приходили, я вас спрашивал, как министра экономики, если даже у нас есть запасы, какие-то мощности, я вам говорил, разве можно их все отдать под майнинг, так как мы как
страна туристическая, должны еще иметь запасы для нового бизнеса, гостиниц и так далее. Если страна не имеет запасов в 30%, тогда нет перспектив ее развития. Но тогда вы эти наши аргументы не слышали, вас поддерживали депутаты, наши коллеги, которые яростно отстаивают мнение власти и ведут эту политику. Наши коллеги говорили, что если в крайнем случае мы с других стран будем закупать электричество, я даже не знал, что страна имеет такие возможности еще и закупать для бизнеса отдельно. Это все же на площадке парламента было, но это все не показывали. очень Значит, По Гарри интересно, Гурамович, абхазскому коротко, телевидению. давайте блицом ответим. Ну то, что за вы ошиблись, вот как хотите называйте, регулирование, легализовали, разрешили, что хотите. Ваши прогнозы были неверны, они основывались точно не на данных специалистах, которые могли вам дать точные цифры, что у нас невозможно, у нас дефицит, мы не можем ни 1 киловатта не дать. Ни 1 киловатт под майнинг дать не можем, потому что у нас дефицит, нам надо закупать, ждать переток. Что вы выявляли, что вы хотели, кому вы хотели продать и что вы хотели Гарри продать, если Гурамович, не я было так мощности. понимаю, мы будем идти Объясните. по кругу, Нет, один и тот же вопрос Нет, обсуждать, я хочу одни и те же ответы слушать. я хочу услышать ответы на поставленные вопросы. Эти вопросы Этих не деталей находят очень ответа много. уже Сейчас 2 если года. Да Только нет, на этом вопросе Нет, застрял. это Нет, вопрос Дарья самый Александровна, важный. давайте я вам отвечу. говорю, Давайте я ответьте, отвечу. что вы хотели продать, Адгура какое Миранович, количество, о откуда вы расчетах, взяли его. Адгура Миранович, Кристина Гарри Вы Константиновна, Гурамович, ошиблись, о признайте расчетах. ошибку, скажите людям, что мы ошиблись. Гарри О расчетах, Кристина да? Константиновна, Давайте о расчетах. Загрызаем и переходим. Все-таки о расчетах. Расскажите о вашей поездке. Нет, Вас я очень сейчас Себя отвечу вы просят. на хотите вопрос. обвинить народ, Хотят услышать обвинить уже. оппозицию, обвинить Адгура Мирановича, что он идею заложил. Слушай, вы признаете свои ошибки, он тоже может в чем-то ошибся, он тоже скажет, конечно, если он Детально ошибся. Не он же это- выпускал это постановление. Мы же здесь не Что враги за бред друг вообще другу. непонятный? Мы же здесь не враги. Поняли. Я просто не Гарри к вам Гурамович. вообще обращался. Самая плохая вот проблема в этом, что мы, как вот правительство, должно было сказать, мы ошиблись, извините, наши люди, нас простите, давайте все вместе встанем и будем решать эту проблему. Это по вашему мнению, да? Это, по-моему, это так Ну, должно этот быть вопрос вообще. совсем не В главный в в этом, нашей я стране. Нет, он Насколько то- он я главный. вижу. Нет, Кто должны ответственность пойти. несет главное, вообще за главное, что-то есть здесь? вот Кто-нибудь несет власть- ответственность? Каждая проблема имеет, понимаю. наверное, хозяина, персонали, которые эту проблему сделали. Об этом знает министр внутренних дел. Если есть проблема, ее кто-то сделал, она не могла, если это не стихия. У вас вот во власть вы шли, там ваша команда, это все, что мы говорим, это не лично вас касается, Кристина Константиновна. Это касается команды, которые пришли во власть. Вот 5-6 лет в оппозиции находясь, можно было изучить вопрос. Когда проблема в том, что команда пришла, не знала, что с этим делать, не знала, на какие данные опираться, и первые их мысли, что можно вот сейчас взять, разрешить майнинг, и здесь будет у нас страна процветать, и мы здесь будем зарабатывать деньги. Вот с какими мыслями я думаю, опрометчивыми справа, эта легализация была введена не в наших сетях, Гарри Гурамович, у вас монолог которым закончился. 70, Давайте- у вас Давайте. монолог Ну, был послушайте, намного уже длиннее. понятно, коллеги. уже Вы говорили, Уважаемые Одни коллеги, начали если вы легализацию, пришли потом сюда вторые, просто ну, сколько высказать можно только уже? свою Мы точку дойдем. зрения, Ну, никого всё не поняли слушать, уже да, зрители. это Настя. Я свою точку зрения хочу донести. Ну, ваша точка зрения Самое не главное, заканчивается. Ваша точка зрения намного дольше здесь Нет, звучала, а мы вы не могли втроем вас задавали остановить 40 вопросы, на минут. которые мне необходимо Нам было надо ответить. донести до своего народа, что Да, они уже майнинг поняли. невозможен в сетях, и поэтому мы все должны вместе объединиться вокруг этой проблемы и делать то, что должны делать. Я хочу сказать еще больше. Вот мы к работе парламента, можно вернемся? В прошлом году, закладывая бюджет на 2021 год, мы яростно там пытались какие-то деньги, там 100 миллионов на счетчики, на Ачигвару. У нас целая война в парламенте была, кто наблюдал, кто помнит, знает. Но правительство ни рубля в проекте бюджета представлено, ни рубля не закладывало на помощь Черноморэнерго. Мы добились, и то это отдельная поправка, депутаты вынесли 100 миллионов и проголосовали за это. Также мы хотели и проблему Ачигвары снять. Но президент пришел в парламент и убедил нас в том, что отдельная статья бюджета не нужна для ремонта Ачигвары. Я вам говорю, наше с вами правительство говорит, и наши партнеры так говорят. Я вам говорю, что эта проблема может считаться решенной. Сегодня это было, он обещал, сроки были апрель 10-15. Сегодня декабрь месяц, проблемы с Ачигварой не решены.
И у нас основная проблема, вот, Зураб Сергеевич скажет, что на линии Ачигвара, если мы на тот момент нашли бы понимание, вы говорите, вот мы просто критикуем, мы предлагали, давайте сделаем так, почему важно было еще на тот момент именно с начала года заняться линией Ачигвара, потому что Ингургес был остановлен, для того, чтобы отремонтировать линию, надо отключить линию, и страна останется без света, надо переток просить. Здесь уже переток у нас запланированный был, в рамках этого перетока безболезненно мы могли отремонтировать. Но вы, правительство, не вы лично, еще раз говорю, приходили, нам доказывали, что этого не надо делать. В этом тоже большая ошибка. И последствия этих ошибок сегодня мы пожинаем. Сегодня мы решали проблемы не Ачигвары, а Чичилет и ВЛ-110. Мы же могли что-то своими силами сделать, хотя вот и президент, и правительство. Я дайте договорю. Проблема большая. Проблема. Такой односторонний подход. Это не Давайте односторонний, все-таки это мы мнение. будем участвовать в этом Хватит. Это процессе. майнинг, Прошу. Гарри Алексеевич. Проблема в стране из-за нагрузок. Чтобы снять Да нагрузки, понятно. надо остановить Но майнинг. это один вопрос А все остальное в нашем мы потом будем сегодняшнем. все вместе исправлять. Сегодня самая главная проблема – это нагрузки. Это должны все понимать. И поэтому так много мы говорим за Не майнинг. знаю, сами энергетики Значит, даже говорят, что Гарри это Александрович, не все-таки, самое. может, мы Сам тоже что-то вот скажем, усиление или мы энергетиков, будем все время спросите, вам слушать. Я скажут. просто Какая хочу для проблема себя у нас в понять. стране? Ну, давайте мы коротко постараемся, Ничего, но дайте я ответить. еще договорю теперь по дадим бюджету. договорить. Это же мы парламентская к этому работа. вернемся. Сегодня проект Дайте бюджета договорим, у нас да. опять, у нас уже находится в парламенте, и в этом проекте бюджета вы закладываете 100 миллионов, всего 100 миллионов на оздоровление энергетики, когда Черноморэнерго необходимо минимум 200-250 миллионов рублей. А я дам пояснение. Да, вы, конечно, дадите. Почему закладывается такая сумма и почему там приоритетные там расставлены в У меня разные есть стороны, тоже непонятно. вопросы как раз вот Да. такого же характера. Давайте Как? вот Ну, у нас перейдем. Гарри Есть вот те Гурамович, же я так вопросы понимаю, у меня. уже в ведущего превратился. ну, Поэтому давайте мы тогда по сразу вопросам ответим. пойдем. Как Ваше. хотите, Нет, называйте. Кан Валерьевич, Константин. Кан Валерьевич, он здесь говорил почти 5 минут. Я надеюсь, что у нас Я будет имел на это возможность право. ему ответить. Ну, мы Не тоже знаю, кто имеем тут право. там. Кстати, я поэтому 10 давайте меньше мы всех тоже- я говорил. Да, я, Кристина кстати, Константиновна, обратила. продолжайте. я тоже попрошу, Значит, да о попозже поступлениях еще и о цифрах, да, Гарри Гурамович. Расчеты проводились исходя из того объема, который планировался и реализовывался, да, в качестве потребляемой электроэнергии, в расчете на тот тариф, который был утвержден. Деньги физически не могли поступить, потому что Почему вы договора сразу на не потребление запретили электроэнергии, значит, потребителями, осуществляющими майнинг криптовалют, не были подписаны, и в декабре был введен запрет. Соответственно, это ответ на ваш Соответственно, вопрос. это ваша Дальше. Нет, это не наша ошибка, это абсолютно последовательные действия. Вы можете трактовать Которые так, как привели вам к удобно. страну к Теперь катастрофе. следующий Народ, ответ. вы Что понимаете, касается что Ачигвары. власть даже не Что признает касается свои ошибки. Ачигвары. Давайте, что Правильно, касается президент Ачигвары. Параллельно не говорил о говорите, том, что в пожалуйста. апреле месяце будет поставлено оборудование. Теперь вернемся. Не говорил? Говорил о том, Да. что будет поставлено Да. оборудование, а не о том, что будет И отремонтировано. в мае линия. будет отремонтировано. Мы после этого 7 комитетов проводили, и там мы общались, как Гарри оборудование Гурамович, поступит. вас же никто не перебивал. Вы же Вы задали перебивали вопрос. меня. Имейте мужество его выслушать ответ. Хорошо? Ну, мы не такие Значит, мужественные, конечно. ну, тогда выслушайте. Да. Наберитесь терпения и выслушайте. Значит, что касается Ачигвары. Значит, вопрос Ачигвары был инициирован правительством республики еще в октябре месяце на переговорах с российской стороной. Значит, мы этим вопросом занимались не только в декабре месяце, как вы сейчас это пытаетесь преподнести, Я а не задолго пытаюсь, до я этого. констатирую У нас была факт. достигнута предварительная договоренность о том, Вы что мы эти дезинформировали средства президента. о том, что мы эти средства изыщем из инвестиционной программы. Что мы и сделали. Мы поэтому акцентировали внимание на том, что если у нас есть возможность сделать это за счет российской помощи, то Ачигвара зачем... сделано, в итоге скажите мне просто и всё. Дальше я скажу, по Ачигваре я скажу. Отремонтировано Мы Ачигвара? решили вопрос финансирования. Далее был заключен контракт на поставку. Но Это вы мы прекрасно знаете, что сами опоры этой линии очень старые. И для того, чтобы не перегружать в данном случае линию, значит, специалистами с Российской Федерации было рекомендовано использовать провод более облегченного Облегченного, варианта. да. Совершенно Да. верно. Который был изготовлен специально под этот проект. Эти материалы были ввезены в Республику Абхазия. Самое И главное, на данный на момент, проблему и правительство на данный должно реагировать момент, вовремя. значит Вот так, в чем и на- проблема.
Здесь проблему мы упускаем, завтра она еще в большем Гарри Гурамович, усугубляется. есть Это же, обстоятельства и технические которые от вопросы. вас не То есть у вас зависят. не Есть получается. обстоятельства. Ну, Нет, вы у нас оставляете. как раз Уходим я от веду к главной тому... темы. Когда у нас Нет, будет я свет? отвечу, Скажите я просто. отвечу. Можете Линия сказать, когда у нас Чегвары, будет Дайте она линия перейдет уже Чегвары, к этому. ее подготовительный этап завершен. Осталось только повесить провод. Как только мы будем получать приток с Российской Федерации, в течение 3 месяцев эта работа будет завершена. Гарри дает Гурамович, это нам? Скажите, это основная артерия, это нам дает возможность выдерживать более высокие нагрузки, чем сейчас она допускается. Вот все Так ваши, что это все воп- ваши ошибки, Это и все не ваши ошибки, Гарри Гурамович. несвоевременные Гарри- решения Гарри Гурамович, сегодня пожинают наши хотели граждане, бы с которые сидят без Черноморенерго света. тоже И эти пообщаться. ошибки, честно Не, ну надо щас признаваться, Кристина, что-то не доработали, что-то не Я- досчитали. Теперь- Это Гарри нормально. Александрович, здесь у нас Теперь- В мало рабочей Рабочие практике такое поездки, бывает. знаете, Никто не Сейчас может о быть рабочей поездке у совершенно Кристины не Александровны будет ошибаться. возможность Это отдельного не о интервью. рабочей поездке, Да, это о сейчас о том, том- какие мероприятия планируются, Да. Ну, о это- чем достигнута договоренность и что мы в ближайшее время будем делать. Кристина Вы Константиновна, готовы вы, конечно, это выслушать? извините, вы как друг мне и как родственница новая. Я на самом деле иногда, вот, наверное, стесняюсь, когда какие-то неудобные вопросы даже вам задаю, но приходится. Во-первых, вопрос, когда у нас будет свет? И второй, не обижайтесь, не лично нас, но когда вы куда-то в Россию едете, знаете, вся Абхазия сидит, пьет валидол, с чем вы к нам приедете, с чем мы должны поделиться, то ли с энергетикой, то ли с нашим, как его... Не даем его- сказать, ну дадим сказать. Да, она понимаете, расскажет. или с нашей независимостью надо поделиться, или еще с чем-то. Ваша поездка не всегда, как говорится, если даже она положительная, мы уже привыкли, что она негатив много приносит. Теперь, Зураб Сергеевич, вы наше выступление, помните, в парламенте, самый главный вопрос мы вам задали. Хорошо, Джина выпустили, все, выпустили, его невозможно как бы, да, там обратно. Возможно. Или возможно, При невозможно, правильном другой подходе вопрос. возможно. Я один вам вопрос задал. И У нас же проблема в том, при что справедливом подходе. у Черноморэнерго нет достаточно денег, правильно же? Правильно же? Всегда проблема из того, что у нас нету денег. Но здесь такой вопрос. Парламент вам выделил 100 миллионов на приборы учета электроэнергии. Это отдельно. Что вы сделали? Кристина Константиновна хорошо знает, что такое. Вынуждена, наверное. Кристина Константиновна хорошо знает, что такое, целевые значит, деньги. бюджет, как он формируется, насколько он правильно расходуется и так далее. Это же нарушение прямое, это нарушение законодательства. Это первое. Это Владимирович, основной нет, экономический Нет, не документ. совсем так. Это Да. не нарушение законодательства. Вместо того, чтобы вы Я поясню. купили Нет, это счетчики не нарушение. учета, Нет, вы, секундочку. не согласовав это Есть решение статья с закона, парламентом, есть вы на статья свое закона. усмотрение начали Ничего как не так. Объясню. Вы Кан что? Валерьевич, Кан Есть, Валерьевич, Кан Валерьевич, есть статья, есть статья Это что, целевое закона. расходование? Есть Ответьте, бюджет. Эти деньги были Говори. целевые, на Есть приборы учета, бюджет, есть но закон с о этим бюджете. разберется Это прокуратура. основной Гарри закон. Гурамович, Гарри параллельно Гурамович, не это говорите не были прокуратуру. целевые деньги Это на вы так приобретение считаете. прибора Нарушительство. учета. Это вы так Это считаете. были деньги Это в вы так соответствии с считаете. законом Запрос в Республики прокуратуру Абхазия о отправлен, государственном группой бюджете. депутатов, прокуратура Были разберется. заложены на энергетику. Да, прокуратуре Сейчас слово отправлен МВД запрос, дам, они если вы разберутся и не Можно я оценку дадут вопрос целевые, конкретный нецелевые. задам, который касается выхода из Министр ситуации? МВД сейчас Гарри холодный, Александрович, если меня Гарри остановите. Александрович, здесь все говорят, давайте конкретный вопрос. Да не я надо опять вопросы, у меня процитирую, целая вот я куча. хочу Кристине Давайте, Константиновне давайте задать Абдул- вопрос. перейдем. Процитирую Аслана Абдул Джан, не Рамович, перебивайте меня. Мы так и не Аслан добились, Джаня чтобы на услышали одном из совещаний самое по главное. энергетике, обращаясь к членам правительства, сказал, вы о том, что до октября месяца включительно, он дал даже поручение, о том, что заключить договор с инвестором о восстановлении перепадных ГЭС. И дословно цитирую, если до октября месяца включительно этого не будет, я с вами работать не буду. Правильно? Так было сказано. Коль уж вы здесь, в этой студии, правительство на месте, значит договор заключен. Или нас Аслан Георгиевич ввел в Или он заблуждение. планирует уйти, может. Это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса. Там Аслан Георгиевич говорил о некой компании под названием «Чистая энергия». Правильно? Он много внимания ей уделил, по какой-то причине, не знаю. Я хочу спросить, с перепадными ГЭС заключено какое-то соглашение с инвестором? Если нет, то по какой причине не выполнено
очередное поручение Аслана Георгиевича. И второе, кто стоит за компанией «Чистая энергия»? Какие чиновники высокого уровня или депутаты парламента? Я не хочу слухами руководства, я вас конкретно спрашиваю, потому что у вас есть учредительные документы. Когда и при каких условиях эта информация будет известна? Вот это все мы и ожидали как раз. Значит так, что касается вопроса по перепадным ГЭС. Значит, в правительство Республики Абхазия поступило несколько предложений о возможности, значит, реконструкции перепадных ГЭС. Да, мы знаем, там 3 Вы компании. знаете, 3 Октябрь компании. месяц прошел, сейчас у нас декабрь. Ну, вы, может, Президент давал все-таки поручение дадите до конца возможность. октября. Вы не переживайте, вам ответят на вопрос. Не нервничайте, успокойтесь, Адгур Амирович, мы ответим на ваш вопрос. Значит, действительно, поступило несколько предложений. 3 предложения поступили по данному проекту. Значит, мы совместно с Черноморэнерго вырабатывали условия, которые приемлемы для государства в целях решения данного вопроса. Но есть процедурные вопросы, которые были связаны с тем, что данный комплекс не состоял в государственном реестре собственности и тем более не состоял на балансе Черноморэнерго. То есть, давая поручение, Аслан Георгиевич не знал о том, что есть процедурный вопрос. Я так понимаю? Адгур Амирович, может, вы все-таки дадите ответить на вопрос? Я уточняю. Вы очень болезненно Ну, к этому уже вы некрасиво, относитесь. ну, Ну, честно. правда. Дайте Давайте вот. все-таки Ну, это наша имейте... энергетика. Ну, А имейте как в просто виду- болезнь? Кому обещано, какие долевые участия в неких... Ну, может, она расскажет. Мы же, в Если не принципе, расскажет, всё знаем. спросите. Вы это Ну, не скажете дайте нам. сказать. Ну, хотя бы... Вы скажите, пожалуйста, открыто, Значит, кому вы я- хотите продать нашу энергетику? Вы Можете знаете, ответить? Адгур Амирович, вы не больше патриот, чем я. Поэтому в данном случае, нас нет в прибора, данном который это случае, измеряет, послушайте, Исмаил здесь никто Константинович. родиной не торгует и никто ничего продавать в данном случае не собирается. А о каких О инвесторах том, тогда что, идет ну речь? тогда дайте я отвечу. Вы же задаете вопрос, ну тогда выслушайте его. Да, слушай. Слушайте, только так, не перебивая, хорошо? Я же вас не перебиваю. Значит, что касается перепадных ГЭС. Вы же согласны с тем, что перепадные ГЭС нужно восстанавливать? Да, конечно. Адгур Амирович, Конечно. в том проекте программы, который вы направляли в свое время, Опять в возвращается правительстве. к моей Нет, программе. я Я конкретно акцентирую задаю вопрос. вам Нет, вопрос. я акцентирую вопрос. У нас сегодня не То, урок что истории, перепадные посвященный ГЭС, Адгуру то, что Арзанбу. перепадные ГЭС должны быть Кому-то восстановлены, вы же не подвергаете сомнениям? Конечно, не подвергаю. Правильно. Как и линия Это Ачигвара, как и вся дополнительная наша электроэнергия, энергосистема. которая нам сегодня необходима. Поэтому президент такую задачу перед правительством поставил. Да. Соответственно, Вы учитывая справились с те этой задачей? Дайте это сказать, ну что случилось? Совсем некрасиво. Ну, Реально вы не уже выдержаны, некрасиво. я вам скажу. Я понимаю, что вы новоиспеченный политический деятель, но имейте Ну, у меня нет уважение, такого вы, опыта, вы- как вы- бы, вы да. выдержанным вы чуть-чуть, да? Значит, что касается все-таки перепадных ГЭС. Я еще раз говорю, было необходимо провести процедурные вопросы по постановке объектов значит, на баланс. Эта процедура завершена. В данный момент мы с Черноморэнерго отработали возможные условия, которые, конечно, отработаны условия, по которым может принято быть решение. Что туда в данном случае должно быть включено, по нашему мнению? Самое первоочередное, Не что дай бог, если можно вы рассматриваться, отработаете как это легализацию майнинга. государственный... Я это, извиняюсь, не сдержался. должны быть соблюдены государственные интересы. Что под этим подразумевается? Это возможность получения электроэнергии после их восстановления. Далее, речь должна идти о том, что мы должны определить рамки для компаний, которые должны будут восстановить данный комплекс. Кроме того, мы должны обеспечить контроль за формированием технического задания и, соответственно, проектно-сметной документации. И быть уверены в том, что потенциальный инвестор состоятелен с точки зрения реализации данного проекта. Вот эти основные критерии, которые в данном случае рассматриваются как основные условия для заключения договора. На данный момент идет переговорный процесс. Мы рассматриваем те предложения, которые у нас находятся, и будем принимать соответствующие есть решения, пока нет исходя из соответствия тем требованиям и предложениям, которые у нас сформированы. Кристина Константиновна, На можно данный вопрос? момент Можно договор вопрос? не подписан, все находится в рабочем процессе. вот из 3 Более предложений. того, когда будем принимать решения, кстати, коллеги знают, депутаты, мы, безусловно, будем приглашать и депутатов, когда будем рассматривать данный вопрос, и принимать решения. В данном случае никто кулуарно никаких решений не принимает. Безусловно, это важный стратегический объект, и мы, конечно, будем абсолютно открыто и прозрачно принимать данное Вот решение. в этом Поэтому самая в этом большая смысле проблема. вы не опасайтесь. Кулуарности. Я хочу вас спросить, Кулуарности из у 3 нас нет. только этими занимается власть.
Вот из 3 предложений, которые лежат в Министерстве экономики, мы по запросу получили, это чистая энергия, которой замминистра на одном из совещаний дал критическую оценку, я это помню, сказал, что это нерентабельно, что это такое, президент тогда Ну, его это как-то... процесс обсуждения Да. идет. и всё. Да, ну оценка была Министерства экономики, то есть это чисто Оценка была не компании, оценка была самого проекта. предложений, поэтому Предложение, это предложение нерентаб- отрабатывается. Предложение нерентабельное вы заявили, как Я Министерство ничего не экономики. заявляла, Ваш Гарри, Ну, просто замминистра, вы не замминистра. передергивайте. Было же такое. Заместитель Теперь, министра значит, из заявил. 3 предложений остаются 2 предложения. Одно из них это предложение от Сухумгеса ООО, правильно? И второе предложение от Ингури-ГЭС. Вот на ваш взгляд, лично, как экономиста, как патриота, какое из них выгодно? Вот НГУ-ГЭС предложение еще не поступало, это было Ну, не там более есть- чем... Нет, поясню. Это Я поясню. В Мы по 17 запросу Министерства экономики получили предложение. Обращение есть. Обращение, да. Предложение. Проекта Заявка. предложения Но нет. вы с ними прорабатывали, какие предложения есть, вы еще не знаете? Самое главное, что мы выяснили, Вы что знаете, поручение какие предложения? президента не выполнено, но Да. правительство остается на месте. То, что он сказал, не сделано. Еще один такой А вас вопрос что уточняйте. обрадовало бы в данный момент? Что вас Меня обрадовало бы, если Я в смотрел, домах был бы кстати, свет ролик у про людей. этот Нет, проект. Зураб э, Сергеевич, у меня Гарри вопрос. Браво. Решения С вашим президента участием. направлены против оппозиционеров, всегда все Да. идет, все как нужно, шьют дела, все хорошо. Гарри Вы Александрович, у меня один ознакомились короткий с этим вопрос. проектом? Предложение по- Я по- так понимаю. Предложение по У нас Ингури-ГЭС. очень интересный эфир. Оно выгодно Я для нашей хочу страны задать или Я нет? знал, Зурабу что он будет Сергеевичу очень вопрос. интересный. Что но- У предлагает нас время Ингури-ГЭС? есть, мы еще поговорим. Ингури ГЭС предлагает реализовать проект, который был разработан швейцарской компанией «Штуки» Да. по реабилитации данного комплекса. ООО «Сухум ГЭС» Нет, что мы предлагает- получим вот в результате, если Ингур-ГЭС получит этот проект, что Абхазия получит? Майнинг, киловатты, мощность, что мы получим? Электроэнергию, часть вырабатываемой электроэнергии. Часть Понятно. или... Ну, это понятно в этом случае. В Это другом же случае абсолютно непонятно. очевидно. Это не Гарри очевидно. Гураль, что за вопрос? Я не соглашусь с вами. Любой проект, который Я не будет соглашусь. Я не реализован в этом соглашусь с вами, вопросе, что речь это идет об очевидно. электроэнергии. Как вы Я можете- не соглашусь вас с вами. уверяю, я с Чистой людьми энергии разговаривал, не- одним из не- них. в чистой- Они мне такое Кан Валерьевич, договорили. Я дайте просто уточнить. был, я был Кан просто Валерьевич, в дайте шоке, уточнить. понимаете? Может, вы... Предложение Да, чистой наговорили энергии, там. кроме 200 миллионов по налогам, ни о каком электричестве вообще речи не идет. Поэтому эта вещь не очевидная. Но этот вопрос вы до сих пор рассматриваете, говорите, что какая-то выгода с этого Есть есть. переговорный процесс. Ну, Гарри в этом Гураль. предложении Это нет. хорошо. Любой Вы вопрос Зураб имеет Сергеевич, начальную стадию и Зураб конечную Сергеевич, стадию. у меня Я не такой знаю ваш вопрос. конкретный Конечно. вопрос. Гарри Александрович, давайте Отдельно мы абхазский может конструктив какой-то у нас нет? появится. Зураб Сергеевич, Нет, чтобы один это вопрос вот имею к проект вам. по На перекладам одном был из не совместный, совещаний а по именно в электроэнергетике президент, общаясь с главами администрации районов, обратил внимание на руководителя Тупарчалской РЭС. Он даже уточнил его фамилию, фамилия была Харчилава. Выяснили, что на его подведомственной территории было около 600 машинок, и он сказал дословно: и уволить немедленно, бывшему руководителю было дано поручение, и что пока я здесь, этот человек больше не приближался к энергосетям. На сегодняшний день этот человек восстановлен и продолжает свою трудовую деятельность. Как вы это объясните? Поясню. Значит, первое, какая-либо причастность данного человека к тем аппаратам, которые стояли на данной территории, доказана не была. Есть один небольшой нюанс. У нас в Абхазии очень немного специалистов, которые могут работать в энергетике. Как вы знаете, это у нас большая проблема. То есть президента ввели в заблуждение, и, соответственно, он человека поставил на всю Абхазию виноватым в этой ситуации. Наверное, он извинится. Если Учитывая, президент, что это глава было на государства, вверенной который ему принимает территории, ключевые секундочку, решения если по вы нашей задали вопрос, экономике, я отвечу. по Так как социальной это политике, было на если вверенной таких ему элементарных территории, вещей до него не данное доносят, лицо отстранили от работы во избежание каких-либо дальнейших эксцессов. Потому что очень много ходит слухов о том, что непосредственно работники Это что Черноморского касается президент расследования. руководствуется отношений- слухами, я так понимаю. Слухами, Нет. да, получается. мы руководствовались только одним, Вы, чтобы руководствуясь ситуация не слухами, развивалась. главу государства снабжаете информацией, не конкретно вы, Зураб Он Сергеевич. принимает Мы решение. не снабжали Президент на всю государственной страну информацией. говорит о том, что у нас есть 80 мегаватт, которых не существует. И вы прекрасно это знаете. Потом он говорит о неком Харчилава, дай бог ему здоровья, пускай он работает и живет Комментировать 100 лет. слова- Но
комитет Это устава говорит о президента я не том, буду, Зураб но есть Сергеевич, один нюанс, что который глава мы должны государства понять. не обладает Артур Амирович, информацией я для того, хочу вам чтобы сказать принимать одно. корректные И решения. нужно понимать Иванович, одну вещь, я когда надеюсь, что вводится запрет. глава государства перед этим гражданином извинится в прямом эфире. Ну, так это же, их как он его личное оскорбил, дело, я да. думаю, они разберутся. Ну, можно, это не совсем самое важное. Но это, в Так, мы принципе, не будем по, щас по- вот на по какие-то борьбе с детали майнингом, отходить. вот именно в таком ключе ведется борьба. Уволен также был глава села Бабушера за то, что на территории села на предприятии Министерства подведомственной Кристине экономики. Ну, я могу Константиновне. сказать одно, что та борьба, Да. которая с майнингом существует сегодня, весь этот год, она следом позволила Вы борьбу снизить только со да, мной я вам вели, скажу. так, это Количество- понятно, так, количество- кино снимали. секундочку, Раф количество- Сергеевич, такой момент. Нет, у нас 21 Валерьевич, век. я говорю, У будьте нас добры, я 21 договорю. век. Значит, есть одна ну, вместе проблема, не я будем. договорю. Вопросом Есть одна ответить. проблема. Тот Не, он же майнинг, ответил, который... он же Я еще не сказал. ответил, Нет, я вы не говорю, вы даете меня ему перебиваете. Он сказал, что он ни при чем же. Вы что? Есть одна Ну, дайте проблема, уже, понятно. связанная с тем, как Гарри Гурамович говорит, что никакие меры не помогли. Во-первых, насколько мне известно, по данным таможенного комитета было вывезено 20 с лишним тысяч, 27 тысяч, если не Оттуда ошибаюсь. сколько заехало? Какая разница, сколько Оттуда вывезли? сколько Смотри, Есть есть один- Отсюда потребление, вывезли, есть оттуда один- сколько есть заехало? потребление, Совершенно которое верно. растет. Какой из нас Вывезли, делаете? везли, какая разница? Есть одно. Зураб Сергеевич, Ситуация складывается могут вывозить следующая. и возить какое угодно количество аппаратов, машинок. Я за этим не слежу. Я слежу за опять потреблением, о аппаратов. котором Артур вы сами Иванович, вы сказали. такую удобную На позицию миллиард заняли, меня киловатт-часов просто удивляет. увеличить. Кристина Константиновна, Ну, вы вы всегда правда, так да. нервничаете или на вас прямой Нет, эфир так влияет? нет, Артур Пожалуйста, не Иванович, перебивайте меня. меня. Удивляет ваша Будем опять позиция. майнингу возвращаться. Зураб Ну, Сергеевич, всё про какая него разница уже говорили. таможенной статистики? Есть потребление, которое, вот, по Растет. вашим числам, на 900 миллионов киловатт-часов. Какой ужас. Ну, вы же сами сказали. Я сказал, что до Предполагается. 2900 предполагается. Вам В прошлом показалось. году было 2600. Ну, Вам на в 300 прошлом году миллионов было выросло. не 2600, а 2500. Но в этом году вы сказали, что предполагается Миллиард 2 900. миллиарда 900 Правильно. киловатт-часов 2 миллиарда потребления. 900, Какая да. разница, сколько везли? Если потребление поясню, растет, есть один значит нюанс. борьба. Может, Безусловно, но с есть один майнингом нюанс, который неэффективно. также нужно учитывать. всего, вот я Республика говорю, развивается, я есть думаю, ситуация что следующего сейчас характера, идти на которую бы я рекламу. хотел Не-не-не, пояснить. никакой- Гарри Александрович, Давайте просто ролики, так. и люди Есть ситуация, когда... Попросим Я людей хочу по задать экономике. вопрос. электроэнергию. Давайте рекламу, можно? Не надо рекламу, Я мы вас- отдохнем. Есть ситуация одна, когда Необходимо. выдан... Камалевич, Мы я уходим поясню. на Есть рекламу. ситуация, Всё. когда с 2019 года до последнего... Ала шара хишта хамишурцала, афымцала шара шейча хала. Так мы больше времени не теряем. Мы уже просто нерационально полтора часа потратили. И потом, знаете, такое чувство, Владимир что Сергеевич, какое-то знаете, в личное чем отношение хорошо? люди Ваша выясняют. позиция. Владимир Сергеевич, знаете, в чем хотела ваша позиция? Продолжаем. Слава Богу, все эти вещи, когда происходили, вас не было. И у вас совесть в этом плане чиста. Вам легче будет Я разговаривать. могу больше всего. сказать, что в сухом остатке Так, мы воду имеем можете за это дать? короткое время. Сколько рекламы будет идти, Гарри Расскажите, Александрович? 5 минут. договорили вы или... Нет, у продолжите меня, или у как? меня вопрос будет просто. Я еще не договорил. Небольшой Вопрос, вопрос. вопрос. Прошу Небольшой. уважать, и все, на этом все нормально будет. Продолжайте, Зураб Сергеевич. Эфир идет? Не Да, идет эфир. Хорошо. Мы... Значит, ситуация следующая. За последние 3 года было выдано тех условий почти на 44 мегаватт. То есть республика не стоит на месте, республика развивается, открываются новые предприятия, строятся дома, квартиры и так далее и тому подобное. 44 мегаватта, цифра вроде на первый взгляд небольшая, но когда к нам в сеть разом приходит 44 мегаватта, это немало. Поверьте мне, это достаточно большой объем, который... Да, я хотел бы пояснить. В этом году у нас зафиксированы летом были рекордные случаи, учитывая, что борьба с майнингом помогла снизить потребление майнинг-аппаратов почти в 2 раза. Вы не забывайте, Это, что было еще пример, веерное отключение. это примерно по нашим данным. Значит, я договорю. Пожалуйста, не перебивайте. Я не Я прошу перебивался, я прощения. с Я уважением просто к вам уточняю. отношусь, поэтому будьте добры. Значит, далее, учитывая, что в этом году был колоссальный туристический сезон, как вы понимаете, все туристы пользовались электроэнергией либо в местах общепита, либо где они жили, поэтому количество израсходованной электроэнергии в этом году, безусловно, А превышает. собираемость выросла? Да, собираемость тоже растет. На сколько Если- процентов? Соответствует ли росту Поясню. потребления? Я поясню. Значит, есть 2 варианта. Первое. Значит, мы берем за отчетный год, 2019 год, когда не было коронавируса, когда не было кризиса и когда не было спада в экономике.
Прошлый год в этом отношении не показательный, потому что, вы знаете, коронавирусная Да, инфекция, карантин и прочее, он привел к резкому уменьшению всех показателей. В этом году. Но при этом у нас потребление выросло на 500 миллионов Совершенно киловатт-часов, когда экономика практически стояла на месте Правильно. из-за коронавируса. Да, да, совершенно верно. И так, это есть, имеет место быть. В этом году, когда количество туристов добавилось, соответственно, и расход электроэнергии также вырос в пропорциональном размере тому количеству туристов, которые приехали. Это факт. Можно теперь вопрос? Да, конечно. Я хочу такой вопрос вам Стало, задать. стало Вот больше, у нас 21 век, да, на дворе. Весь мир, когда, там, не знаю, радуется там большими достижениями в области, там, я не знаю, энергетики, там, космонавтики, уже люди сами, там, кто деньги имеет, уже в космос летают и так далее, IP-технологии и все остальное. У нас почему-то, мы в каменный век ушли. Мы не имеем элементарно ни воды, ни света. Элементарно в больших, значит, высотных домах вы вообще представление имеете, как люди мучаются? Элементарно гигиенические условия не имеют люди. Есть же, ну, как вообще, как правильно сказать, не могу сказать. Это вот все Есть 30 лет такая элементарные ситуация. вещи, Не когда такая человек ситуация, детей Галина много Александровна, имеет, надо и С водой, со дети светом. просятся там в Ничего уборную, нового. матеря в шоке, не знает, что делать, потому что не имеет элементарно воды, чтобы там привести все это в соответствие с чистотой и с гигиеной. Вы долго собираетесь над людьми издеваться? Вот непосредственно я вам всем вопросы Товарищ, задаю. во-первых, мы над людьми не Да? издеваемся. это Вы первое. издеваетесь. Нет, Я мы не больше издеваемся того, над людьми. я Мы договорю. наоборот, Больше каждая того, авария, когда вы которая говорите, что происходит вы из-за свет того, что даете, люди устанавливают майнинг в обход послушайте закона, сюда, это похоже на Сергеевич, бутлегерство, когда вы которое говорите, что запрещено, вы а еще люди нам это свет делают. якобы даете, который сейчас вы якобы, помимо там называемого верного отключения, вы что нам хотите сказать, что вы нам свет дали? Ваш свет никудышный, его нету. Ну, не будет. Включить, значит, включить печку надо Ресанту покупать, включить машинку стиральную надо Ресанту покупать, включить насос водяной. Вы что, вы считаете, что наш народ настолько богатый, чтобы на это все тратиться на эти деньги? Или вы не перестанете издеваться над нами? Мы не издеваемся, Андрей Валерьевич, не нужно нас в Когда этом перестанете обвинять. Она так издеваться? и Мы не не издеваемся. договорила. Андрей Валерьевич. Наоборот, мы Если пытаемся все- нашему народу если помочь. на- А издеваются если на те 10 люди тысяч- несознательные, которые берут и устанавливают рядом по Которые соседству, в домах и послушали в квартирах президента. майнинг оборудования. Слушайте, о чем вы Без говорите? закона. Слушай, ваш министр в Чевчиру приехал, сказал, мы разрешаем вам по 5 майнеров в доме ставить. Другой человек Какой наш приехал. министр приехал? Кан Валерьевич, задали вопрос, дайте ответят. Уже куча вопросов, на которые надо отвечать. Перезвонили, сказали, значит, не будем людей будоражить, по 5 в каждом доме можно. мы заканчиваем Дальше, сейчас этот подождите. эфир, я уже не Дальше. знаю. Представитель президента, администрации президента приехал в Сухумский район на собрание. Значит, районное собрание сказал, а ваш мэр-бышкун, Ираш, хала 3-4 можно. Их ждет, кого вы обманываете? Мы никого не слушай, обманываем. Вы товарищ. кого Мы обманываете? руководствуемся Вы законом, знаете, чем который занимаетесь? Объясню, действует. как это Да, называется. Мы Я занимаемся вам одним, объясню, мы как это пытаемся называется. спасать энергетику. Вы запретили, вопрос. подождите, Мы пытаемся дайте спасти сидеть, энергетику. слушайте, подождите, вы хоть помладше, хоть в этом вопросе подождите. Это, знаешь, как называется? Это манипулирование людьми. То есть, запрещая, в свою очередь, дают все вот эти, все, что было где-то саккумулировано, они все разошлись по домам. Люди, на самом деле, возможно, другого не имеют. Пенсии нет, того нет. Всех вы, понимаете, заставили мучиться. Теперь что такое? Что за механизм вы придумали? Вы придумали. Когда вы говорите, я обобщаю. Значит, у каждого, сегодня 70-80%, надо говорить, в каждых домах есть. Что это означает? Запретили, якобы при всем при этом, если человек имеет иное мнение, нежели президент или все остальные с его команды, они приходят и говорят, дорогой ты мой, закрой свой рот, а то мы тебя, значит, отымем то, что у тебя есть. Это, знаете, это такое манипуляция людьми. Вы хотите из людей сделать рабов.
Абхазы никогда не были ни крепостными, Во-первых, абхазы не были Вы никогда. уточняйте, Самый кто главный хочет дух из наших людей абхазский, сделать никто из них, Кто хочет из абхазских никто людей дух сделать абхазский рабов? вы не выбьете у абхаза. Во-первых, Давайте вы не говорите скажем вы, так, давайте не нужно голосуем, причислять давайте меня к голосуем. тем людям, Давайте которые голосуем. хотят Не будем нашу переводить нацию сделать политику. рабами. Я Меня вас к этим прошу. людям перечислять не надо. Слишком Пан много Валерьевич, людей. меня к этим Миллион людям рамков нет. перечислять не Это надо. чисто Это манипуляция настоящая людьми, манипуляция сознание людьми, но не нужно манипулируете. перечислять нас к людям, которые Пан хотят народ Валерьевич, рабами сделать. Позвольте один пример Нет, маленький. просто Я ответьте. извиняюсь, Нет. Много один пример. деталей Дайте мелких в мне этом. один Дайте пример. нам Дайте мне Знаете, небольшую, о чем нет, небольшую Я информацию понимаю одно, хочу что вы вставить. собрались Нет, поговорить по поводу энергетики, Кан но мы не Валерьевич, говорим за энергетику. Зураб Сергеевич, Если это не к вам вопросы, половина Кан того, что говорю Валерьевич, Кан Валерьевич, это Кан Валерьевич, адресовано просто, поверьте, ну, никакого команде избирательного власти, не вам подхода лично. нет. Речь о чем идет? Работа ведется повсеместно. Просто есть небольшая информация, которую, я думаю, что, может быть, как развеет ваши сомнения или уверенность в том, что имеется предвзятое отношение к отдельным личностям. За год, значит, нами было фактически изъято порядка 5000 единиц, выявлено 118 нарушений, по 87 приняты судебные решения о наложении штрафа. Где хозяева, Я имена, думаю... где фамилии? Ирина Константиновна, Вы когда же вы депутат, запрещали, никогда кино Гарри снимали, Гуров, делайте депутатские Я запросы отправил и своих получите людей. необходимую Нам информацию. Все Вот, это, нам когда вы запрос вот для этого не надо запрещали делать. людей, Нам приходит сводка невыгодных Кристина вам. Константиновна, и там нету никогда Ну, фамилии. перекрикивать не фамилии, будем, я вас прошу. нету Она провластных Можем даже людей. да, вам говорить. Слушай, у Еще нас не приходит ответила вот на так, все а ваши по- вопросы. объявлено на всю по страну Харчилава президента. приходит, по остальным Дайте приходит. ей Я не ответить обсуждаю. на ваши же Гурам вопросы. Ильич, Можно вы самый зациклены главный на момент, президенте. один пример приведу. Вот во время запрета Давайте, Кристина вот смотрите, Константиновна, я хочу вам уважаемые напомнить коллеги, просто. наша передача Я хочу сегодня вам с вами, напомнить. прямой Балаган не эфир будем посвящен превращать. вопросу Можно один пути пример? выхода из кризиса в электроэнергетике. Ну, дайте Давайте до выхода обсудим. дойдем какого-то. Наверное, Давайте что-то обсудим. вы проработали в свое время. Наверное, мы можем что-то сейчас сказать. Давайте мы Я все-таки хочу последний послушаем. пример привести, Я, перейдем. вот Дайте она вот, смотрите, а да, вы уже я с ко Кан второму Валерьевичем вопросу согласна. Ситуация, правда, один тяжелая. пример и перейдем. И Я вас люди прошу, Кристина страдают, Константиновна. поверьте. Гурамович, Мы вы это прекрасно высказались понимаем. больше По всех. майнингу больше И не давай, буду ну, говорить. тогда Можно давайте один- выслушайте можно один нас, мы пример вам привести? расскажем, Потом, что мы после. Я предлагаем. вам хочу напомнить о Вам том, не что во время интересно, но запрета... людям интересно, они во хотят время знать. Дайте запрета... высказаться и потом Люди-то, скажете. это вам не верят, Во от время Гурам Иванович. запрета- У вас ошибочное мнение, Во что вам время верят. запрета, во время на самом запрета деле, Кристина выборы показали, Константиновна, кому верят. решением премьер-министра было завезено в Республику Абхазия во время запрета личным решением полный контейнер майнинга Так, оборудования. майнинг уже Как не вы это интересует, товарищи. прокомментируете? Расскажите, Кристина что нас Константиновна, ожидает в прокомментируйте, дальнейшем. пожалуйста. Дай Все, Прокомментируйте. мы Гурам полтора Иванович. часа в Дай, эфире. Гурам Ну, Иванович. я тоже Передача буду кричать. называется, передача Вы можете посвящена ответить? теме. Недели ждали этого Прокомментируйте. эфира. Премьер-министр личным Вот решением останется во время сейчас вот запрета она завез расскажет, целый и по контейнер. 2 Всем минуты Вы известно. каждому. читали Всё. документ? Там Вы- оговорка вы есть. проком- Там Я оговорка знаю эту есть, оговорку, что оно проконтролируете должно быть её. опечатано и нигде Да. не может быть Вы использовано. И вы проконтролировали это прекрасно процесс. знаете, А вы Гарри знаете, Гурамович. что уже все это используется давно. Докажите. Хоть Не немного надо вам здесь о голословно путях говорить. решения Это вы этой голословно проблемы. говорите, я могу- Давайте. Я могу это Предъявите доказать. доказательства. Мы Предъявите можем выйти доказательства. отсюда и поехать на Нет, этот контейнер, нет. где он Хорошо, стоял. хорошо. Я вам докажу. А потом вы Доказывайте. выйдете в эфир. У вас будет у каждого 2 минуты, дайте Кристине Константиновне договорить. Я уже буду кричать, А уже можно, как некоторые, а можно не так надо. сделать, да? Вот Продолжайте. коллеги же говорят, что мы все делаем неправильно. Я просто хотела бы коротко. Что вы предлагаете сделать? А я потом скажу, что мы предлагаем. Давайте вы как власть вот свои предложения расскажите. Хорошо. Мы не обязаны вам предлагать. Мы пытались вам Гарри помочь. Гурамович, Вы не мы пытаетесь слышите. тоже что-то вам рассказать. ничем не обязаны. Вы Да, обязаны поэтому мне, давайте моему так. народу. Это народу, Вы, да. я Народу часть мы обязаны. вашего Вы народа, говорите, да, власть, я ничем еще не Вы представлен говорили, что мы депутатом. плохие, Вы хорошие, обязаны вы своему пришли. народу. Подскажите, Пан как вы Валерьевич, нас мы не собираетесь? говорили, что мы плохие. А Вы что плохие. вы говорите? Были Выборы выборы, народа, это народ были выбрал. выборы, народ выбрал действующую власть. и народ будьте голосовал добры, за Я лозунг, имею в виду, за вы нас программу. критиковали за как вас плохая власть, правильно? Вы пришли, 2 года вам никто не мешал, никто покрышки не жёг, Некоторым 6 лет никто- не мешали, но ничего не Ну, изменилось. сейчас Как кто не мешали? хороший, кто Не плохой. мешали. Давайте Каждые 3 прекратим. месяца кто проводил митинги, кто дороги Всё. перекрывал. Тем не кстати. менее, это не мешало никому на разбой Что ходить за- и людей похищать. Это к чему? Какое отношение ко всему остальному? Это говорит о власти.
А сегодня что Участники. происходит? Вы на то вы видели когда-то? Давайте вы вообще вице-премьеру. уходите. А что сегодня А вы происходит? не работали в то время, когда... давайте Вы не министр- работали, кстати. Министр А МВД как вы меньше думаете? всех говорил, Вы свою дайте ему тогда биографию? сказать. Нет. Вы А что заместителем так? министра не работали? И что дальше? А в Вы это ко мне время можете не убивали, претензии не похищали, предъявить? что ли? Вы мне можете претензии предъявить? А вы Вы кому работали, предъявляете вы претензии? власть, это, как говорите, Не плохая вы, была, вы по этой послушайте, партии вот работали. здесь дайте стоите, ему не вы сказать, участвовали он в не- том, что я вам лично мешал, когда вы преступных авторитетов прикрывали в МВД, приходили и дрались. В чем я прикрывал? Преступных авторитетов вы прикрывали. И вы после этого решали вопрос об моем увольнении с президентом бывшим. Если Не я вы что-то это мог делали. бы решать, я это Не еще надо лучше сейчас сделал бы, смеяться, я да. знаю это Давайте все. не Слушайте, переходить кого на я эту прикрывал, тему. я знаю. Вы воров в Всё. законе прикрывали. Я? Да. Я своего брата, за своего брата приходил, а не за воров. Вы за вора в законе приходили в Что-то МВД. путаете, да? Вальтер Я Сергеевич, ничего не путаю. Вальтер Путали, Сергеевич, да. вы что, свои личные обиды пришли здесь Я рассказывать? не личные обиды, просто когда они здесь рассказывают и будоражат народ, это неправильно Вы манипулировать. были, вы работали. Все, Я точка, скажу, хватит, работали. эту Люди, тему которые закрываем. больше не Да, проблемы даем не слово говорят. Кристине Когда Константиновне, я вас их личного очень имущества прошу. Почему коснулось, сработали? тогда они начали громко здесь заявлять. Все, Вальтер взаимные, не Сергеевич, будем сейчас этим. Вальтер Сергеевич, вы сейчас, как Аслан Георгиевич, когда он обвинял Харчалова, безосновательно делаете какие-то Меня вещи. не Вы же сами безосновательно сказали, что обвинили. пока суд Адгур примет Абиранович, решение, давайте я мы за с что этой говорю, темой я разберемся, я вас очень Артур прошу Амирович, уже. я так понимаю, вам просто хочется все время приятные вещи слушать, да? Вы Ну, в этом по-моему, смысле самые давайте так. интересные вещи мы от Кристины Мы давайте Константиновны все-таки можем профессионально услышать. поговорим сегодня. Мы Давайте, с вами, как этого вы у вас это бывший не министр получалось. экономики, я действующий министр экономики. У вас наверняка были какие-то инициативы. У нас есть не просто инициативы, а конкретно наработанные планы и мероприятия. Давайте мы озвучим. Вы тоже их оцените. это на Скажите, самом что деле не так. интересно, интересует Уважаемые людей. коллеги, мы можем Это бесконечно уже- заниматься здесь перекрестным обвинением, но людям это ничем не поможет. Правильно. Люди Слава хотят Богу, знать слава сегодня и Богу. здесь, Правильно, Кристина что Константиновна. будет завтра. Правильно. Правильно? Ну Всё. тогда Знаем, что давайте вы мы людям об этом ничем не поговорим. поможете. Вот это Да. мы знаем. Кан Валерьевич, а я вас уверяю, что мы правда поможем. Да. Вы за 6 лет ничего не уже сделали. помогли. чтобы Вы за помочь 2 людям. года скажите, А где мы вы поможем. успешны. Мы А будем поможем. искать вам, Вот слушайте. за 2 года За 2 вашей года, где вы деятельности успешны стали? произошел Пусть кризис. зрители потом это говорят, я вас прошу, сейчас не надо. За неполных 2 Цены на хлеб года нашей поднялись, деятельности. цены на- Подорожники на- выросли, заправки охрабрить построились. выросли, Вот все что остальное произошло выросло. за вашу А что? деятельность двухлетнюю. Это понятно. А что народу Как вы людям за 2 жить? года дали? Скажите, пожалуйста, где прорыв у вас произошел? Они же тоже Где мы Все, должны- уходим Кан на Валерьевич, рекламу, если вы во-первых, так во-первых, ведете вы, эфир. уважаемые коллеги. Абри ачымазарацәа адунеи зегьы иҳалалаз авакцина даԥсыхә амаӡам. Хәшәыкоуп иамоу абри ачымазара аԥырҟҟәара. Ҳазламаҷу ала ауаа ԥсҭазаара иалҵхьоу абри амшала дар ирацәоуп. Уи изыҳәаны иара иҟаҵазар иашоуп ҳазқәа иаанаго. Иахьа адунеи зегьы иҟарҵо, ҳацәымшәаӡакәа ҳаргьы иҟаҳҵароуп ачымзара ҳаиааиразы. Авакцинациа ҟаҵатәуп. Еиҳа иманшәалахоит ҳаԥсадгьыл азы, ҳауаажәлар рзы. Ишәыхьчашәхы, ишәыхьчашәҭаацәа, ачымазара аанкыларц шәҭахызар ашәҵалаҵа сара иҟасҵахьеит. Спутник V авакцина ҟасҵеит. Сара авакцинациа ҟасҵахьеит, убри аамышьҭахь даара иманшәаланы ачымзара схәызгеит. Ҳақьымцәа ҳрыцхраароуп, ҳаицхәраароуп, иааҳҵароуп. Шәааи, аҳақьымцәа ҳрыцхраап, ҳрыдгылап, ҳара ҳаицхыраап. Нас ҳаԥсҭазаара ҽакала иҟалоит сгәыхәуп. Хаҭала сара иҟасҵахьеит. Иҟалозар сшәыҳәоит, зегьы иҟашәҵы, иарада ҳаиқәзырхо ҳәа мчыҟаӡам иахьазы. Масочный режим, социальное дистанцирование и вакцинация. Ничего более эффективного на сегодняшний день человечество пока еще не придумало для борьбы с коронавирусной инфекцией. В наше тяжелое время берегите себя и своих близких. На сегодняшний день гражданский долг любого жителя Абхазии – это провакцинироваться, тем самым спасти свою жизнь и жизнь окружающих. Я прошел оба этапа вакцинации, перенес вакцину спокойно, без каких-либо осложнений. После этого я рекомендовал практически всем своим родным и близким. Моему примеру последовали члены большой моей семьи. Мы все очень устали, хотим вернуться к обычной жизни, своей семье, своим детям.
которые каждое утро спрашивают: «Мама, ты опять на работу?» Спасибо тем, кто вакцинируется. Каждый должен сделать свой выбор. Мой выбор – вакцинация. Я провакцинировалась полгода назад и собираюсь в декабре месяце сделать ревакцинацию. Мы в морально-психологическом плане в том числе чувствуем себя достаточно защищенными. Я сделал вакцину, а также привил всех своих родных и близких. А вы сделали вакцину? Мы в эфире. Давайте по 2 минуты у нас осталось. 2 минуты. Проведем эфир Кан достойно. Валерьевич, 2 минуты. С меня начинаем. Да, с вас Хорошо. начинаю вот так вот по кругу и пойдем. Хатырску хаважлар. Яха хайст шаджара ялцама ялымцама. Шешо пара уи ахшаразто. Аха сарейлу сказала. Кристина Константиновна хатала лхши гибзиоп и qaltaша градшоп. Аха излыqалымцоги. Ака азракхапил пхага азракхап. ويجي خاك ده وقع حكيم ده زيد ويلا شاجر أخا سريس حتيس تخو هواجل خش شاخي نرخنيس حتيس تخو أكرزش حازك ريبيت الحوت أخا حج حرج وشتات وخطاب شيء يارلسنا هواجل قنم زر يزقنا عايزر ألوت أراد جو شكال الحوت أبجري رماني نير سرتخو بطلة دربقاس تخو بحوي متسوق أجل شني شبونم زرق ويقع شحاب أحنتكارا يحبل جنيه زرق خب يو أجل رخيص زرق جيرت زرق خب وبرا هاي شاجب تعشاش الله هيتما هو زرق خب واحد شجيوسكي أرا حكيمني سجى عزم حزم شجيات سجى عزم واحد شكاله يحبزهم هو أجل ريزاب أنا قلنا زر زما إيزاب قلنا زر زما زلا شارق زق спарак, значит, президент иqnвай обычный залозарак хаб аха харазик ва жларк хаб хайз хутсна хайз зизин акахиз кula хгозар хагобшиб пшзала шахи бериба. Давайте перекрестно, чтобы не по этот. Нет, давайте вот так по кругу уж пойдем. Адгур Миронович. Я должен? Да. Ну, я что хочу сказать. Уважаемые граждане, уважаемые сограждане, сегодня у нас такая бурная дискуссия состоялась. Я прошу прощения за то, что, может быть, здесь мы не столь корректно смогли обсудить очень волнующую вас тему. Но хочу, подытоживая, сказать. Сегодня то, что происходит в нашем государстве с участием высших должностных лиц, которые могут объяснять, находить разные объяснения своим действиям. Они бесконечны, русский язык богатый. Но результат мы с вами видим каждый у себя дома. Но самое страшное – это то, что делается это все умышленно. Это экономическая диверсия против нашего государства. И это ведет все к тому, чтобы продать нашу энергосистему. Потому что если взять там дорожную карту, которая сейчас где-то находится в парламенте, в кулуарах, под сукном, а то, о чем говорит наш глава государства, что он хочет поделиться частью суверенитета. Дорожная карта сегодняшней власти следующая. Загнать нас в долги, уничтожить нашу энергосистему, потом под нажимом этих обстоятельств внести изменения в закон об электроэнергетике, который защищает нашу государственную собственность, и продать инвестору нашу энергосистему. Поднять тариф, и чтобы наш народ платил повышенный тариф какому-нибудь инвестору. И, может быть, я вот пока суд не решил, может быть, и самим принять соучастие там, в виде каких-то процентов. Я оцениваю текущую ситуацию именно таким образом. Я уступаю, как джентльмен. Кому мне? Да. Спасибо, Гарри Гурамович, хоть в чем-то вы мне уступили. Да. Вы знаете, наверное, не совсем правильно в данной ситуации, что мы завершаем передачу сегодня, даже не обсудив
тот комплекс мер, который правительство предлагает. Я сейчас, наверное, все-таки постараюсь некоторые вещи озвучить для того, чтобы людям понятно было. То знаете, как... не мешайте. Вы же мне уступили, Гарри Гурамович? Тогда дослушайте. Я думаю, что имеет смысл все-таки озвучить, потому что, вы знаете, вот правда, я в этом смысле хочу поддержать инициативу от Гура Мирановича и обратиться к людям с извинением, что у нас сегодня эфир, на мой взгляд, не столь конструктивный оказалось, сколь хотелось бы, потому что из-за того, что мы пытались здесь, как мне кажется, убеждать друг друга в том, кто больше виноват, кто меньше, люди от нас с вами не услышали конкретики, они не услышали, какие мероприятия мы будем проводить, что мы будем делать для того, чтобы энергосистема была не в кризисной ситуации. Пожалуйста, о мероприятиях уже. Поэтому Просто я буквально всем. от Гура Миранович, да, по 2 Не минуты, но перебивайте, все-таки пожалуйста. я скажу, потому что ваши фантазии относительно продажи энергетики, умышленных действий, они не обоснованы. Это мое мнение, Более Кристина того, вы очень часто любите оперировать, значит, Генеральная прокуратура и какими-то другими соответствующими, да, надзорными органами. Я вам рекомендую, если у вас какие-то сведения есть, пойти обратиться, написать заявление. Есть люди, которые в этом очень быстро и профессионально Всему свое время, разберутся. Кристина Константиновна. Я вам гарантирую, что так и Поэтому будет. ваши голословные обвинения – это популизм чистой воды и ничего более. А я хочу говорить о конкретных вещах. И надеюсь, как женщине, вы мне уступите пару минут для того, чтобы я все-таки сказала, что сегодня правительство и непосредственно президент делает для того, чтобы решить этот вопрос. Вы можете говорить о том, что там мы за 2 года привели ситуацию к тупиковой. Это не так. Это не так, Адгур Амиранович. В итоге, ну, уважаемый, я же вас не перебивала. Ну, я же вас не перебивала. Так вы выслушайте меня. Значит, первое, да, что мы планируем, это безусловно, учет потребляемой электроэнергии. В этом смысле, я думаю, коллеги, вы со мной согласитесь. Мы уже проработали соответствующие мероприятия, определили источники финансирования, определили этапы реализации этих мероприятий. Соответственно, внедрение в систему энергетики коммерческого учета потребляемой электроэнергии мы будем реализовывать в течение 5 лет. Далее, конечно, тарифная политика. Да, может быть, я сейчас буду говорить непопулярные вещи, но я думаю, Адгур Амиранович, как бывший министр экономики, не может со мной не согласиться, что такая, на мой взгляд, неграмотная политика в отношении тарифа на электроэнергию, которая формировалась в последние, не только последние годы, а более 20 лет, привели к убогости нашей энергосистемы. Да, Гарри Гурамович, вы просто этим не занимались, и вам, наверное, многое неведомо. Только неграмотный подход, и нет, у нас положение проблема в том, было что нет, вы знаете, у нас, к сожалению, энергетика это способ политических спекуляций. Гарри Гурамович, у нас, к сожалению, энергетика это главное, что мы хотели способ политических спекуляций. В этом смысле, я думаю, все согласны. Поэтому, безусловно, это тарифная политика, но никто не собирается это применять в виде шока, да, определенного. Мы планируем, что это будет поэтапное повышение тарифов, при этом будет социальный тариф для населения с учетом норматива потребления для бытовых нужд при наличии счетчика, да, прибора учета. Это, на мой взгляд, один из первостепенных вопросов, которые нам необходимо было решать не сегодня, а еще 10 лет назад. Если бы начали бы решать, хотя бы когда пришли во власть, вот, может, столько проблем не было. Ну, комментариев хватит. Значит, следующее, что мы планируем, это, безусловно, возможность урегулирования процесса потребления электроэнергии майнингом. Я коротко скажу, да, это возможность предоставления таких услуг. И самое главное, это программа реновации, да. Адгур Амиранович, программа реновации, да, предусматривает конкретно комплекс мероприятий. Вы можете нет. нашему народу просто с простыми словами объяснить. Граждане, у вас будет через месяц свет, у вас будет через 2. Вот что, реновации, время мы убиваем сейчас. Есть правкомиссия. Всех этих слов люди не хотят слышать уже, потому что Гарри вы 2 года вам просто не хочется, Гарри Гурамович, вам просто когда не свет хочется. дадите просто. Хотите, Ну, не вот мешайте просто можете уже. сказать, Ну, когда прекратится первое замечание. Когда вы дадите людям свет. Скажите просто дайте людям, досказать. Вы все время не давали ей досказать. все остальное. Инновации.
Да, это можно долго говорить, употребляя разные У словечки. всех но есть где дело, любимые когда и это необходимые будет, вы слова. скажите, Прекратим, какие давайте. сроки люди получат свет в домах своих? Можете сказать? Ответ есть на этот вопрос? Вы хотите сказать, спросить у меня Я конкретную хочу дату? спросить у вас, когда У вас наше некорректный население вопрос, Гарри получит- Гурамович. Гурамович, Я правда, абсолютно это несерьезно, вопрос, ну, Гарри Гурамович. Почему Когда несерьезно? будет Мы свет? говорим о Почему? мероприятиях, Ну, которые ваши должны прямые стабилизировать обязательства. ситуацию Вот в сейчас этой вот сфере. завтра будет свет. Не ну, завтра, А надо вы сказать дату. передергиваете. Ну, она скажет, да, вот какие-то Вам просто нечего планомерные сказать, шаги. судя по Ну, всему. дайте Вам, сказать. судя по всему, просто больше нечего сказать. И по вашей дорожной карте, которую вы скрывали, мы с запросом ее получили, и вы не хотите ее с нами обсуждать. дорожная карта. Сегодня у вас появилась Гарри возможность Гурамович, она проинформировать сама население. говорит, вы не У вас даете ничего очень сказать. много возможностей. Вас на славу на выключай телевидение пускают. Вы микрофон как вообще. провластный человек власти здесь. Только оппозицию не пускали. Вы могли каждый день сидеть В общем, и вы рассказывать пришли народу сегодня просто каждый свой поговорить. Ну, шаг. я так понимаю, ваш визит сюда Всё, не хватит. означает Нет, это первые шаги. вопрос. Потом мы уже на выходе, наверное, будем Мы вас обсуждать. приглашаем на У нас комитет, у тоже- нас скоро будет комитет. Без- Давайте в прямом эфире там поговорим еще про ваш какие-то Гарри Добавьте, Гурамович, я всегда приходила Уже в прошло парламент с 15 Вы не большим приходили удовольствием. 2 месяца Нет, по дорожной Гарри карте. Зачем Гурамович, обманывать Гарри друг друга? Гурамович, Мы вас когда пригласили 4 раза. когда было приглашение по 4 этому раза мы вас вопросу, я пригласили. была в отъезде. Вы вернулись, Вы потом статистику, заболели, я, потом судя по опять всему, уехали. вижу, Александр, ведете, но передавай это ни о слово, чем иначе не мы тоже говорит. начнем Вы не вмешиваться. приходили, мы вас приглашали 2 месяца. Гарри Именно по Гурамович, дорожной все, карте. Я хочу все уже, ну, на самом деле, хватит это уже. Дайте сколько Просто хватит пунктов еще народа вам обманывать. доскажите, Не, ну я так вас понимаю, очень им прошу. неинтересно, понимаете, это Ну, Вы какие-то же бессмысленно. вот- нам А- рассказываете. Ну, а Да вы вот не даете просто, сказать, я понимаете? знаете, почему вам Вы не не Ну, даете мы вас сказать. интересуют Людям вот эти интересно моменты. знать. Вы Людям- совершили ошибку в легализации Кристина- майнинга и в этом вопросе в выходе из кризиса. Гарри народ Гурамович, имеет право ну уже не доверять, как и я смешно. лично. Ну на нас смотрят люди. Если вы думаете, что Вы- они вы- это вы приветствуют, сначала я не признали думаю ошибки, это. Потом сказали, у меня есть план выхода. Вы говорите, я все сделала правильно, правительство все сделало правильно, президент все правильно Всё, говорил. я вас Мы в курсе. сидим без света, и вы еще какой-то план нам Я предлагаете. так, мы не какой-то план конкретный, мы предлагаем Я конкретные изучал ваш мероприятия. план. Я изучал вы ваш план, не- и вы там на четко отбора прописано. какие-то Все, 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 ну, объясните. я тебя Ответьте вопрос, прошу, я вас пожалуйста, прошу. план очень важный. Гарри Гурамович, ну, я буду что перебивать есть вас, вопрос? уже не Они дам выборочно сказать. читают. Ну, вы не дали ей сказать там дорожной пару карте пунктов Артур каких-то. Иванович, я Ну, просто это не серьезно. интересовалась, вашей Выключим деятельностью, звук насколько там, Вы я не могли знаю меня уже. позвать, я вам Мне рассказал. интересно было убедиться. Самый главный Давай, вопрос. Есть вашей Есть какие-то дорожной пункты карты. еще? Можно вопрос? Но никто не Гарри, Можно вопрос по давайте дорожной карте, безвызвенно. Кристина Константиновна? Ну, Гарри Гурамович, я не знаю, Гарри уже зритель Гурамович, не я поймет вот вас. знаете, на Вот, что Гарри обратила Гурамович, внимание? вас зритель не поймет в любом случае. Главное, Ну, чтобы это- вас поняли. Меня, что понимать, вы мне, я тут говорю всего-то. Давайте по Два регламенту, вопроса Гарри, задал. по регламенту по 2 минуты закончим. Ну, неудобно Давайте мы перед так телезрителями. сделаем. Да, я действительно. думаю, что Есть людям еще действительно у нас. интересно знать о том, Хочу. что за мероприятие мы предлагаем. Но в данном случае я Коротко так расскажите, я вас Только прошу. какой- Ну, я уже Внести сказала, предложение Кристина. Кристина Константиновна. Гарри Александрович, можно я внесу Дайте. предложение? Давайте мы сделаем так. Второй Это вопрос. потом. Может, Еще спокойно один прийти, эфир на типа, эту тему непосредственно. проведем. Давайте Я думаю, завтра проведем Да. очередной В конце эфир. концов, это в чем проблема, конечно. давайте Проблема сделаем, Гарри актуальная. Александрович. Ну, такая Актуальная тема вы широкая. Все темы не подняли. Так, сам ну что- перейдем тогда. Значит, к- у меня такое предложение, да. Если коротко что-то вы Давайте, скажете, Гарри мы- Александрович, будет встретимся замечательно. еще Адгура раз в эфире. Миранович, Адгура Миранович, кабинет, в котором я сижу, вам знаком, правильно? Я вас приглашаю в Министерство экономики. Мы сядем с вами, обсудим все детали мероприятий, которые мы предлагаем, выслушаем Это не вашу ему лично позицию. нужно, Не, ну народу я так надо понимаю, рассказать, ну, вы не народу. даете сказать, Ну, не уважаемые, даете сказать понимаете? самое Вы вот сегодня интересное, ничего не новое даете никому что-то. сказать. Я понимаю, что вам хочется здесь быть более активными, но вы имеете уважение, Мы выслушиваете. хотим ответы иметь на вопросы. Ну, вы не больше даете ничего нам не ответить. нужно. Если вы не даете ответить, переходим к министру внутренних Давайте, дел. да. Я, честно Вот. сказать, Вальцеру, совсем Будба, переходим. в другой формат. Всё, ну, я я думал, уже в другом не- формате это все будет. Думал, будет интересно со стороны ведомства, что делается вообще со правоохранительной системой. Это но никому не интересно. я уже это понял. Я, честно сказать, вот, чтобы не занимать ни у вас, ни у зрителя время, в сухом остатке, вот мое впечатление я могу поделиться, что, честно сказать, оппозиционную деятельность, я к ней очень нормально отношусь. Но, знаете, когда трудно всем, ну, надо, наверное, чуть-чуть акценты переставить. Не нужно пытаться какие-то политические дивиденды приобрести. Вот. А еще самое страшное, знаете, некоторые оппозиционные деятели, они стали настолько активны в тот период, когда коснулось непосредственно ихнего имущества. До этого их мы не видели, не слышали.
слушали, они там занимались своими делами. Да, конечно. Кто Кого вы имели в виду? В том числе вас.
В чем ты меня обвиняешь? Вы опять не тыкайте, дома сыну будете тыкать. Слушай, ты в чем, какое имущество ты говоришь, слушай? Вот, Не я будем что переходить хочу на сказать. эти темы, Я не Ты провоцирую, я провокатор, говорю. хочу тебе сказать, вот сейчас прямо при всех. Уважаемый, Какой уже 8 месяцев, чем мы занимаемся, ты откуда знаешь? Иван Валерьевич, давайте Не не тыкайте, будем я еще раз вам переходить из говорю. этой- А с что, этой можно с темы тобой куда-то. на «вы» разговаривать? Что ты старше меня или ты больше меня какие-то имеешь преференции? Я не что друг ли? вам. Все. Тем более я тебе не друг, слушай. Слава Богу. Ты пришел здесь что свое, Валерий, всегда я- схватить с кем-то, Я что ли? очень прошу вас, Или ты все, как в чем-то хватит. кого-то обвиняешь? Зачем тебе сняли с работы, ты за это? Уходим на Чем ты рекламу. отвечаешь? Абри ачымазарацәа дунеи зегьы иҳалалаз авакцинада ԥсыхәа амаӡам. Хәшәыкоуп иамоу абри ачымазара аԥырҟәара. Ҳазламаҷу ала ауаа аԥсҭазаара иалҵхьоу абри амшала дар ирацәоуп. Уи изыҳәаны иара иҟаҵазар иашоуп ҳазқәа иаанаго. Иахьа адунеи зегьы иҟарҵо, ҳацәыԥшәаӡакәа ҳаргьы иҟаҳҵароуп ачымазара ҳаиааиразы, авакцинациа ҟаҵатәуп. Еиҳа иманшәалахоит ҳаԥсадгьыл азы, ҳауаажәлар рзы. Ишәыхьчашәхы, ишәыхьчашәҭаацәа, ачымазара аанкыларц шәҭахызар, ашәҵалаҵа сара ҟасҵахьеит. Спутник Ви авакцина ҟасҵеит. Сара авакцинациа ҟасҵахьеит, убри аамышьҭахь дар иманшәаланы ачымазара схәызгеит. Ҳақьымцәа ҳрыцхраароуп, ҳаицхраароуп, иааҳҵароуп. Шәааи, аҳақьымцәа ҳрыцхраап, ҳрыдгылап, ҳара ҳаицхыраап. Нас ҳаԥсҭазаара ҽакала иҟалоит сгәыхәуп. Хаҭала сара иҟасҵахьеит. Иҟалозар сшәыҳәоит зегьы иҟашәҵы, иарада ҳаиқәзырхо ҳәа мчыҟаӡам иахьазы. Масочный режим, социальное дистанцирование и вакцинация. Ничего более эффективного на сегодняшний день человечество пока еще не придумало для борьбы с коронавирусной инфекцией. В наше тяжелое время берегите себя и своих близких. На сегодняшний день гражданский долг любого жителя Абхазии – это провакцинироваться, тем самым спасти свою жизнь и жизнь окружающих. Я прошел оба этапа вакцинации, перенес вакцину спокойно, без каких-либо осложнений. После этого я рекомендовал практически всем своим родным и близким. Моему примеру последовали члены большой моей семьи. Мы все очень устали, хотим вернуться к обычной жизни, к своей семье, к своим детям, которые каждое утро спрашивают: «Мама, ты опять на работу?» Спасибо тем, кто вакцинируется. Каждый должен сделать свой выбор. Мой выбор – вакцинация. Я провакцинировалась полгода назад и собираюсь в декабре месяце сделать ревакцинацию. Мы в морально-психологическом плане в том числе чувствуем себя достаточно защищенными. Я сделал вакцину, а также привил всех своих родных и близких. А вы сделали вакцину? Так, все, я думаю, что по 2 минуты было у всех. Все высказались. Я понимаю, что Гарри Гурамовичу мало, оно будет, ему всегда будет мало. Но я могу поддержать их инициативу, и по тем мероприятиям, которые они не хотят услышать, мы отдельно поговорим, и более конструктивно, я надеюсь. Давайте дату прямо сейчас назначим. Зураб Сергеевич, что-то Гарри есть добавить? Или... Я хотел бы единственное, что сказать. Спасибо за сегодняшнюю программу. И лучше было бы, конечно, чтобы диалог был более конструктивный. Я понимаю, разные позиции у всех. В любом случае, есть те вещи, которые нужно решать совместно. Те проблемы, которые в энергетике копились десятилетиями, за один день никто их не решит. Их нужно решать только совместно, понимая друг друга, приходя к общему. Нашим потребителям, нашим людям большое спасибо за терпение. Я понимаю, что огромные неудобства доставляют и отключение электроэнергии и прочее, но это вызвано только одним. Из-за того, чтобы все это не рухнуло ежесекундно, из-за перегрузок и из-за тех сложностей, которые в этой системе есть. Поэтому им большое спасибо, и вам всем большое спасибо за то, что сегодня мы пообщались. Константин, Буквально договорите все-таки пару фраз. Завершающая часть, да. Тут немножко все эмоционально выглядело, да. Я думаю, наши граждане нас простят за излишнюю эмоциональность, но это обусловлено тем, что каждый из нас, в принципе, беспокоится, чувствует
в определенной степени свою ответственность и, безусловно, хочет исправить эту ситуацию. Эмоции Кана Валерьевича я понимаю, и желание от Гура Амирановича в этом вопросе тоже проявить мы инициативу. эмоциональные, Эмоциональность Гарри Гурамовича, все абсолютно понятно, все мы переживаем, все